Так, уважаемые коллеги, мы с вами начинаем наш сегодняшний день замечательных ржаных сухариков, печенья такого, да, очень вкусного и такого интересного по внешнему виду. Это северные козули, такое коми-название есть чибачань. Вот, что в переводе означает жеребенок. Эти козули поморские стали делать, да, это предшественники, можно сказать, архангельским козулям. Вот, вначале были поморские козули придумали, а потом уже придумали архангельские козули. Про северных козуль, про чибачань, можно сказать следующим образом. Маленько, рогатенько, головой не вертит, на зубах хрустит. Вот так говорят про северную козулю чибачань. Так, уважаемые коллеги, извините, еще немножечко отвлекусь. Все ли хорошо видно, все ли хорошо слышно? Не спросила? Раз молчите, наверное, все удачно, да? Все слышно. Угу. Ну, так. Ага, Ирина Афанасьевна, так, все хорошо, все замечательно. Спасибо большое отдельно за информацию. Итак, значит, почему так говорят про такие козули? Ну, во-первых, традиции комик-кухни, как и история самого народа, уходят своими корнями в глубину веков, да, и в невероятно трудных... Ага, все, спасибо. В невероятно трудных условиях коми-народ придумал самобытную пищу, которая свидетельствует об их возможностях, смекалке и понимании роли различных продуктов в жизни человека. Вот эти вот прянички, они удивительно простые, но они... они их делали, во-первых, со смыслом. Они являлись такими маленькими оберегами для жилища, да, вот, делали как для праздника, так и делали в дорогу охотнику. Маленький сухарик, он был небольшой по объему, да, вот, и очень удобный, компактный, то есть не занимал много места. Можно кинуть в рюкзак, да, потом, когда охотник проголодается, можно достать сухарик, вот, долго сразу его не съешь, потому что он твердый, да, вот, поэтому как бы долго его кушали, вот, и тем самым долго голод не приходил охотнику, да, вот такая история этих козуль. Вот, делали их из ржаного теста, ржаная мука, немножечко соли и водичка. Вот, когда готовили чибачань, то вот соблюдали вот такие народные правила приготовления. Значит, говорили, за дело нужно браться с чистой душой и легкими руками. Брать в руки тесто столько, сколько берет твоя ладонь. И прятать в нее счастье, потому что счастье не любит выпирать, не любит, когда оно на виду, да? Счастье должно быть спрятано в своей ладошке. Тесто должно быть без трещин, но со следами от ножа, чтобы счастье трещин не давало, а беда ножа боялась. И еще последнее. Значит, столько теста, вот сколько взял теста, столько нужно этого теста истратить на чибачань. Потому что счастье должно быть полным, и отдавать его никому нельзя. Вот такие вот нехитрые правила соблюдались при лепке чибачань. Ну, я надеюсь, что у вас все на месте. Значит, сейчас я на ваших глазах буду это делать. Вот, подключайтесь, делайте, лепите вместе со мной. Вот, покажу некоторые приемы. Вот эти приемы я бы назвала такой гончарный способ лепки, да, потому что все продумано, все как бы на своих местах, все, как сказать, все логично вот в этой лепке. Итак, нам для работы нужен, конечно же, тазик для замеса. Значит, нужно взять водичку. Но вот сразу хочу сказать, воды нужно взять столько, сколько вы хотите, чтобы у вас получилось тесто. И, значит, тесто должно быть крутое, такое, не должно приклеиваться к рукам тесто. Так, тесто нужно долго-долго мешать, размешивать, да. Вот, как говорят, тесто нужно делать до 7-го пота. Вот, хорошо размешивать. Ну вот смотрите, я сейчас возьму где-то
стакана воды и где-то примерно, ну, сначала насыплю полтора стакана ржаной муки, а затем немножко добавлю по мере необходимости. Да, и когда, значит, забыла, вначале вот, когда налили воду, сразу нужно немножко посолить, да, посолить и размешать, чтобы соль растворилась. Соли взять щепоточку. Ну, если много возьмете, будет очень соленый сухарик, да, поэтому этот сухарик, его можно будет кушать. Поэтому работаем с чистыми руками, размешивать руками, поэтому лучше взять перчатки. Так, ну вот я вот водичку беру, сейчас сразу не забыть про соль. Так, вот я вылила водичку. Так, немножечко соли возьму, вот, посолю. Сейчас ложечкой размешаю. Так, ну вот посолила. Так, ложечкой размешиваю, чтобы соль немножечко растворилась. Так, и буду добавлять тихонечко ржаную муку. Где-то 1,5-2 стакана. Так, ну вот у меня вот такая вот ржаная мука. Так, тихонечко размешиваю. Так, ну вот жидкое сейчас еще добавлю. Значит, смотрите, вот видите, пока что вот такое вот жиденькое. Надо еще добавить, чтобы тесто было крутое-крутое. Еще добавляю. Где-то около 2 стаканов пойдет. Вот такое количество. Размешиваю. Ну вот говорят, размешивать до 7-го пота. Вот, конечно, если вы будете, если у вас позволяет время, да, конечно, нужно немножко теста, чтобы оно полежало, да, полежало, и чтобы оно, как вам сказала, пообвыклось, как говорят, пообвыкнуться должно, тесто должно пообвыкнуться. Каким образом? Положить в пакетик и положить в холодильник, чтобы оно немножечко полежало в холодильнике, ну, примерно часик. И после этого уже можно лепить и выпекать. Так, ну вот это вот занятие очень интересное с детьми. Очень, ну, довольно часто я провожу мастер-классы вот такие вот с детьми. Детям, поверьте, очень нравится. И очень нравится потом вот, кушать эти прянички, потому что они получаются такие приятные. Вот, сделаны своими руками. Вот, такие очень хорошие. Вот такой вот чибачань. Ну вот сейчас еще немножечко помешаю, и уже можно будет приступать к лепке. Так, ага, сейчас мы лишнее уберем. Так, и я покажу вам некоторые приемы приготовления таких пряничков. Так, значит, ну вот у меня уже готово. Так, тесто муку я уберу лишнюю. Так. Так, сейчас пакетик. Надо пакетик достать или полиэтилен. Ну, в общем, пленочку, чтобы можно было... Сейчас 2 секундочки. Так, ну вот, сейчас пленочку оденем. Так, можно, кто готовит вместе со мной, можно уже включить печку. Значит, чибачань выпекаются так при температуре
где-то примерно 180 градусов в течение 20 минут. Вот. Ну, сейчас расскажу, как готовность. Так, сейчас я положу эту пленочку. И сюда немножечко. Так вот. Где-то в течение... Так, ну вот давайте посмотрим. Так, сейчас я, наверное, перчатки сниму. Так, сейчас сначала покажу, как выглядит, да. Значит, ну, примерно вот такие вот, смотрите. Вот такие вот у нас прянички получаются, да. Значит, то есть готовят, лепят разные животные, да. Это могут быть барашки, это могут быть лошадки, это могут быть олени, да. Ну вот такая вот, смотрите, фигурочка, да, вот такая фигурка. Вот. Эти вот фигурки на ножках, да, на палочках. Ну, можно делать без палочек. Чаще всего с детьми мы делаем без палочек, да. Вот, потому что как бы без палочек более как бы удобнее делать, лепить. С палочками там проблема тоже, да, вот при... Обычно печка маленькая, когда я делаю с детьми, да, у меня очень маленькая печка, вот, и в маленькой печке на ножках не очень получается, только в большой печке. А большую печку это только дома у меня, поэтому мы делаем без палочек, просто на ножках. Итак, значит, у нас тесто готово. Так, теперь, пожалуйста, уважаемые коллеги, значит, давайте я вам покажу. Мы с вами сейчас попробуем слепить лошадку. Так, жеребенка. Итак, значит, нужно, помните, да, правило, тесто нужно взять столько, сколько помещается в ладонь, да. Значит, счастье не должно выпирать. Вот, я вот беру вот такой небольшой кусочек. Вот, хорошенечко помяли, в ручки тесто взяли. Так, хорошенечко помяли. Так, помните, что кусочек, надо стараться, чтобы кусочек был без трещинок, да, поэтому разглаживайте все трещинки. Вот, тесто должно быть без трещин, счастье должно быть без трещин, но надо, чтобы были следы от ножа, да. Ну вот получился вот такой вот, смотрите, вот такой вот колобок, да. Теперь необходимо внимательно изучить этот колобок и посмотреть, где у него... Ну, все-таки вот у меня, видите, одна трещинка есть. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Значит, дальше я беру кулачок. Значит, кулачок у меня левая рука, да, в правой руке у меня стека, ножик, да. Вот, смотрите, там, где трещина, по этой трещинке я делаю 2 насечки. Одна насечка прямо, вот таким образом, а вторая насечка вот так поперек. Вот таким образом, вот так поперек. То есть, получается, мы разделили на 4 стороны. Да? Смотрите, 4 стороны. Север, юг, запад, восток. Да? Вот такие вот 4 поля. 4 поля. Теперь, значит, мы из каждого поля вытягиваем ножку. Ножку у нашей лошадки. Каким образом? Работает, смотрите, умелая рука. Ручки работают, так, немножечко, наверное, не видно вам. Сейчас вот так вот. Ручка работает вот таким образом. Посмотрите, каким образом. Вытягиваем, захватываем поле. Одно поле захватили и тянем наверх. Немножечко заостряем. Вот таким образом. Тянем наверх, заостряем. Получается вот такая одна нога. Наша задача из каждого поля слепить ножку. Так, вытягиваем наверх. Так, и еще раз. Еще раз. Так, и еще раз. Всего должно получиться 4 ноги. Ну, столько ног у жеребенка. Ножки должны быть не сильно длинные, да, потому что может поломаться. Ну вот, смотрите, вот таким образом. Вот у нас уже получились 4 ноги. Но пока что жеребенка ставить на ножки не надо, да, потому что жеребенок еще очень слабенький, только родился, и у него очень слабые ножки. Значит, что мы делаем? Мы берем вот рука,
делаем вот так указательный палец и сверху ставим, помогаем жеребенку, чтобы у него ножки не поломались. Сверху одеваем наш пряничек, да. Значит, что мы делаем дальше? Теперь мы делаем, нам необходимо сделать хвостик и необходимо сделать голову и шею, да. Значит, для этого мы берем и ставим сверху насечку, но не по центру, а вот смотрите, ну, не одинаково, да? Видите, как у меня получилось? Вот, получилось два поля. Одно поле маленькое, другое поле большое. Вот. Из большого поля мы вытягиваем вот такую шею. Смотрите, шея пошла наверх, да? Тянет жеребеночек, только родился, и тянет свою головку к солнышку, к свету, чтобы посмотреть и удивиться, какой же это необыкновенный мир. Посмотрите, вот так вытянула. Теперь тихонечко, ну, сами почувствуйте, какая будет шейка у вашего жеребенка. Будет ли она большая, будет ли она маленькая, это вам решать, да? Значит, теперь тихонечко сгибаем. И формируем, смотрите, вот такую вот голову. Немножечко вытягиваем. Гордый, смотрите, гордый получился вот такой вот конь, да. Задняя часть, это хвостик. Мы его немножко вытянем. И вот таким образом мы его расплющим. Смотрите, вот так. Расплющиваем, превращаем вот в такой вот такой хвостик. Так, ну что, у нас это все готово. Только не хватает гривы, да, смотрите, вот такая вот грива. Можно сделать вот такую гриву. Так, ну здесь, конечно, можно сделать и ушки немножко вот так вытянуть. Ушки, да. Так, это уже как ваше желание. Вот так, ага. Так, уважаемые коллеги, значит, смотрите, ну у нас почти готов. Значит, я вам сразу хочу предупредить, что где-то через минут 10 будет выключение конференции, да. Вы просто выйдете и снова зайдете, хорошо? Нас предупредили, что время 40 минут заканчивается. Так, ну вот смотрите, вот ушки, грива. Так, и у лошадки, значит, мордочка, да, вот лошадка вот готова, да. Теперь, чтобы она совсем была красивая, мы аккуратненько ее снимаем с руки, да, кладем на бочок бережно, берем стеку и аккуратненько делаем вот такие вот защипы, видите, мы как будто делаем фактуру гривы, фактуру волос, да. То же самое делаем на хвосте. Прижимаем, вот как будто бы мы вот таким образом разделяем, да. Делаем фактуру хвостика. Вот смотрите, получается вот так. Я сейчас со всех сторон покажу. Ну вот смотрите, это у нас так, да, можно еще, смотрите, сделать, наметить, где у него ротик, да, у лошадки, рот, вот так. И можно поставить, посмотреть, как же она у нас будет стоять, да. Вот, значит, можно лошадку поставить уже в печку, да, но вы пока не торопитесь, сейчас мы сами что-нибудь еще слепим, хорошо, какой-нибудь, какой-нибудь пряничек вкусный. Так, пожалуйста, что-то кому-то непонятно, можно включить микрофон, задать вопросы. Все ли понятно вам? Так, ну что, переходим, давайте слепим птицу, да, смотрите, значит, тоже гончарный способ лепки. Гончарный, я называю гончарным, ну вот меня когда-то научили ухтинские мастера, училась я на керамику, и ухтинские мастера научили вот такому способу лепки. Способ интересный в том плане, что ну, как-то все как-то логично. Вот 4 поля, да, вот эти вот, из них получаются вот эти вот насечки, да, все как бы, ну, все правильно и, ну, достаточно просто лепить. Вот, мы с вами попробуем слепить птицу, да. Значит, какая будет эта птица? Ну, она чем-то похожа будет, наверное, на индюка, чем-то похожа будет на такую жар-птицу, может быть, да. Вот, если ребенок маленький, совсем простой способ мы делаем, да, совсем простой способ. Чем ребенок старше, можно усложнять. Кстати, вот и лошадка тоже, да, для детей помладше, может быть, простой вариант лошадки, да, не обязательно делать уши, можно, уши есть, просто не видны, да, просто делаем. Вот, можно делать без прижимания
стекой, да, просто вытянуть, немножко пальчиками прижать. А если ребенок постарше, то уже можно немножко пофантазировать, поиграть, то есть сделать более усложняющий вариант. И еще можно к этой лошадке посадить всадника, да, то есть всадника вылепить, и как бы лепим сначала как морскую звезду, и потом сажаем всадника на лошадку. Будет лошадка со всадником. Ну, мы с вами продолжаем лепить птичку, да. Значит, ну, смотрите, все птицы у нас появляются из яйца. Поэтому вначале мы начинаем лепить яйцо. Все то же самое. В ручки тесто взяли, погрели, хорошенечко помяли, покатали. Тесто имеет свойство запоминать. Вот, думаем, работаем только в хорошем настроении, да, чтобы все получилось, чтобы прянички были вкусные. Так, лепим, смотрите, поскольку все птицы появляются из яйца, то мы с вами тоже лепим сначала колобок, затем прямо-прямо покатали, и вот в такое яичко, яичко такое получали. Теперь смотрите, яичко кладем, можно яичко положить, да, так видно, вот так, наверное, видно, да. Так, вам, наверное, не видно. Ну вот положили яичко, да, на поляночку. Можно яичко, обычно я еще подставочки делаю, как в виде гнезда, в гнездо. Теперь смотрите, птенчик появляется на свет. Как птенчик появляется на свет? Мы ему помогаем скорлупку, да, разломать. Вот смотрите, мы сверху делаем вот такую насечку. Одну насечку сделали для того, чтобы получить птичку. Теперь из одной части мы делаем шейку и голову. Тянем. Птенчик появляется на свет. Птенчик, смотрите, птенчик тянет голову, тянет шейку, тянет голову. Голову вот так сгибаем. Немножко заостряем. Клювик получаем. Так, теперь смотрите, задняя часть это хвостик. Да? Хвостик распускается, птенчик наряжается. Вот таким образом, видите? Вот получился самый простой вариант птички, да? Теперь можно эту птичку декорировать, да? Каким образом? Можно также сделать на хвостике, смотрите, вот такие вот перышки. Можно сделать почаще. Вот. Значит, теперь птички можно сделать. Сверху немножко надавили, чтобы получилась спиночка, да? Вот так вот надавили. Получилась вот такая птица получилась. Теперь мы делаем крылышки. Значит, для этого два кусочка одинаковые. Два кусочка. Раскатываем ягодки. Так, ягодку превращаем в блинчик. Вот так. Немножко заостряем. Такой вот листочек получаем. Прижимаем с одной стороны к птичке. Так, катаем вторую. Раскатали, раздавили, заострили. Приложили, получили. Ну, получается вот такие вот, смотрите, крылышки. Ну, чтобы крылышки лучше держались, можно, конечно, смочить водой, да. Ну, раньше как делали в деревнях, когда лепили, да? Например, сажали ребенка, ну и говорили там, не пользовались там кисточками, как мы сейчас пользуемся, да. Тем более это пищевая у нас, да. Мы разрешали ребенку просто намочить пальчик, да. Намочили пальчик и пригладили. Теперь смотрите, чтобы лучше держалось, вот здесь делаем насечки вот такие. Вот так. С другой стороны. С одной стороны насечки служат как закрепление, да, а с другой стороны это насечки тоже как декор, да. Вот таким образом. Так, значит, можно нарисовать глазки. Только единственное, что глазки сделайте чуть-чуть посильнее. Надавите. Почему? Потому что тесто имеет свойство немножко подниматься. И когда будет распекаться, то есть глазки могут просто убежать. Да? Так, ну вот смотрите. Можно сделать хохолок. Маленькую ягодку раздавили и сзади ее приложили. Вот так. У основания тоже сделали насечки, чтобы держалась. Или помочили водой, водичкой. Ну вот у меня получилась птичка вот с таким хохолком. Вот такая вот необычная птичка. Так, ну вот смотрите, немножко кусочек остался, да. Значит, сейчас покажу примеры съедобной тестопластики, да. Ну, самое простое, это, конечно, лепка печенья, пряничков в виде смайликов, да. Вот такая лепешечка. Значит, накатываем ягодки. Накатываем ягодки. Это у нас глазки. Так, можно сделать ротик.
Ну, предложите ротик, чтобы ротик был такой достаточно веселый. Лишнее можно отрезать вот тут вот, убрать. Ну, вот смотрите, вот такие вот простые смайлики. Так, затем дальше фигурки, мордочки любых животных, да. Это могут быть котики, например, да, лепешечка, ушки, ягодки. Так, заостряем. Так, стекой прижимаем, чтобы ушки слышали. Так, носик серединочки. 2 щечки. Глазки. Это все делаем из теста, потому что это съедобные вещи, да. Мы потом будем, если бы мы делали несъедобные, сделали бы из бусинок. Здесь у нас все съедобное, поэтому делаем из съедобных материалов. Вот. Так, у нас еще кто-то пришел. Так, ага. Так, угу. Так, ну-ка, извините, сейчас, уважаемые коллеги, посмотрю, кто у нас участвует. Ага. Так, значит, у нас 1, 2, 3. Так, 6 человек. Очень хорошо. Все замечательно. Так, ну что, вот смотрите, котики. Ну, вот это вот тесто, которое у нас осталось, значит, можно тоже налепить, сделать разные вот такие вот прянички. Итак, когда прянички готовы, вот я оставлю такое количество, дальше будем продолжать, да. Вот, значит, надо положить их в духовку. Да? Ну, не в микроволновку, в духовку. Вот печка у меня, температура где-то 180 градусов и где-то на 20 минут. Но это не означает... Так. Угу. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Так, сейчас мы ждем оставшихся там людей. Так, где-то у нас потерялось 4 человека. Сейчас дождемся. Ну вот, посмотрите, я кладу на противень. У меня антипригарный коврик вот здесь, да. Вот никакого там ничего, ни масла, ничего не надо. Просто антипригарный коврик. И выставляю температуру. Угу. Так. Так, ну, так, ага, вот еще принимаем. Так, еще раз покажу. Вот посмотрите, что у меня получилось, да. Вот получились вот такие вот пряники, чибачань, да, из ржаной муки. Так, антипригарный коврик, противень. Температуру выставляем 180 градусов. У меня верх-низ, да. Это самое, у меня не очень такая, ну, обыкновенная плита. Печка, вернее, обыкновенная, 180 градусов и где-то примерно 20 минут. Через 20 минут надо контролировать, да, не вытаскивайте, смотрите, должны подрумяниться, посмотрите, вот хвостики, да, рожки, вот эти вот части должны подрумяниться. И если вы будете нажимать вот так на животик, да, он должен быть пружинить, да, чтобы хорошо пропекся пряничек, надо хорошенечко вот так пружинить,
нажимать, чтобы ну, он готов. Когда он, если он пружинит животик, да, то означает, что пряничек ваш готов. Итак, отправляю в печку, и можно помыть руки. Значит, кто работал вместе со мной, пожалуйста, давайте помоем руки и приготовимся для дальнейшей работы. Хорошо? Значит, уважаемые коллеги, прошло вот как раз 40 минут. Это означает, что через 40 минут снова будет выключение, поэтому через 40 минут снова зайдете и выйдете. Ну, такая система Zoom. Так, включаю печку. Ну, печка у меня уже работает. Так, поэтому я сейчас выставлю температуру. Так, и выставляю где-то минут 20. Так, и отправляю в печку. Руки думать, руки помойте, пожалуйста. Так, ну, вот смотрите, конечно, вот съедобная тестопластика, она очень интересная, да, в том плане, что детям, конечно, она очень нравится, и нравится лепить и печь настоящие, да, настоящее печенье, настоящие пряники. Ну, есть, конечно, технические сложности, да, как испечь, где испечь. Значит, если это детский сад, конечно, могут сказать, что не разрешают руководство. Ну, всегда можно обратиться, во-первых, на кухню, да, чтобы испекли в большой печке, если, например, какая-то выпечка, да, можно поставить просто рядышком. Или, например, так, сейчас примем. Так, или, например, воспользоваться, вот у меня, например, есть маленькая печка, она очень удобно переносная, в ней, в такой печке можно запекать изделия из полимерной глины, и в том числе вот работать со съедобной, в технике съедобной тестопластика. Так, ну что, мы с вами плавно от козуль мы переходим еще к одному материалу для лепки. Это замечательная фольга. Значит, вот она фольга. Значит, фольга у нас, мы ее используем не только как каркас для лепки, но еще в качестве самостоятельного материала для изготовления, ну, каких-то изделий. Значит, что мы делаем? Конечно, значит, с фольгой можно работать как индивидуально, так и делать какие-то коллективные работы. Ну, самое простое, когда ребенок маленький, да, можно, кстати, делать аппликацию с фольгой, отрывать кусочки и, например, приклеивать их к работе, тем самым создавать такие вот композиции, как льдина для мамонтенка, например, там украшаем елку, там, например, какими-то вот такими вот, там дворец для снежной королевы. Так, сосульки для малышей, да, сосульки, например, сосулька, опасная сосулька, вот о безопасности разговариваем. Вот, можно как такие небольшие кусочки, можно их приклеивать, а можно вот таким вот образом скатывать и лепить маленькие шарики, да, маленькие шарики, это могут быть льдинки, снежинки, можно из этого сделать мебели для украшения групповых комнат, и там каких-то вот таких вот, как арт-объекты, да, каких-то объекты. Так, значит, ну, есть несколько способов тоже работы с фольгой. Можно применять схемы при изготовлении, например, кукол из ткани. Вот, например, из ткани и, например, из природных материалов. Например, вот есть такой замечательные кони, да, солнечный конь. И вот техника плетения этого солнечного коня, вот, лошадки, да, можно использовать при работе с замечательной фольгой. Так, ну что, мы с вами сейчас попробуем. Так, из фольги сделать, наверное, давайте попробуем дерево. Дерево попробуем сделать. Значит, что для этого нужно? Для этого нужно, смотрите, ну, как правило, чтобы быстрее пошло дело, да, можно использовать коллективную работу. И сделать, смотрите, значит, вначале берется вот такие вот кусочки. Здесь, конечно, удобно использовать линейку, да. Вот, например, линейку, ну, у меня сейчас линейки под рукой нет, поэтому я просто прикладываю и вот таким вот образом отрываю, да, с помощью линеечки. Вот таким образом. Необходимо приготовить вот такие полоски. Полоски примерно, ну, здесь, конечно, крупные полоски. Можно 2 сантиметра шириной, да. Можно, ну, сантиметр, наверное, маловато будет. Где-то 1,5-2 сантиметра шириной.
Так, вот такие полосочки. Мы их изготавливаем. Запомните, сколько полосочек, столько получится веток у дерева, да. Например, ну понятно, что дерево, хочется, чтобы дерево было такое большое, такое вот как бы, такое, и ветки были развиты, такое, как сказать, ветки были такие красивые, да. Так, поэтому, значит, поэтому мы заготавливаем. Так, сейчас, одну секундочку. Вот так вот. И делаем вот такие полосочки. Так, сейчас 2 секундочки. Так, у кого-то какие-то вопросы есть? И вторая половинка лица, та, которая под волосами, она видна нам симпатичная немножко. Так, значит, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы берем первую полосочку. Мы ее вот так вот таким вот образом сминаем. Так, и Светлана, извините, я вас выключу, потому что мы вас слышим. Так, ну вот таким вот образом. Значит, смотрите, вот так вот сжимаем и ручками вот так вот раскатываем, да? Вот, катаем вот такие вот жгутики. Так, вот такие вот жгутики катаем. Так, значит, вот смотрите, нужно слепить достаточно много, да, веточек, чтобы получилось дерево. Но я вам сейчас покажу, вы сейчас поймете принцип. Возможно, мы прямо такое сильно большое дерево не будем делать. Вот смотрите, у меня только что оторвалось, да, ну ничего страшного. Если отрывается, то веточки могут быть не только длинные, но и могут быть и короткие. Вот таким вот образом продолжаем. Ну вот, смотрите. Так, теперь что мы делаем дальше? Дальше вот получились веточки. Ну вот если лепит один ребенок, то ему очень много операций, да? Например, тут сколько веточек нужно слепить. Поэтому здесь удобно эту работу планировать на коллектив, да? Каждый ребенок лепит, например, несколько веточек. Можно 5, можно 3, да? Вот. А потом затем уже соединяем. Значит, каким образом? Берем 3 веточки. Ну вот смотрите, вот у меня одна коротенькая. И вот так, да. Можно на неодинаковом расстоянии друг от друга вот такой вот соединяем. Сначала прижали, немножко прижали. Затем можно немножко покрутить, только аккуратно. Очень хрупкая фольга и могут быть разрывы у фольги. Ну вот такая веточка получилась. Оставшиеся веточки мы таким же образом соединяем. Пожалуйста, соедините, посмотрите, сколько у вас получается веточек. Сколько у вас веточек получилось? Соедините. Так, соединяем. Так. Ну вот, если не хватает, можно еще сделать. Так, ну вот смотрите, что мы делаем дальше. Ну вот, например, у меня получилось всего 3 веточки, да. Так, вот можно еще вот здесь добавить.
3 веточки у меня получилось. Так, теперь 3 веточки собираем вместе. Так, и делаем более такую большую ветку. Ну, вот так. Так, ну вот смотрите, вот это, конечно, ну, у нас получилось не дерево, а кустик получился, да. Чтобы было дерево, давайте мы еще сделаем веточек, соединим и посмотрим. Так, ну вот еще веточка появляется. Соединяем. Так, ну каким же образом мы делаем утолщение на стволе? Тоже собираем ее вместе. 3 веточки собираем вместе. Значит, каким образом делаем утолщение на стволе? С помощью, конечно же, фольги. Вот смотрите, еще одну веточку добавили. Так, присоединили, прижали к стволу. Так, и можно ствол еще усилить фольгой, сделать его чуть-чуть потолще, да. Так, у меня сейчас фольга закончилась, сейчас я достану еще фольгу. У меня там немножечко было. Сейчас. Вот у меня еще фольга. Так, ну вот это вот фольга, да, вот по поводу, что я хочу сказать по поводу фольги. Значит, фольга тоже бывает очень разная. И бывает, вот, например, бывает параметры фольги, это толщина, да, толщина в микронах. Значит, вот смотрите, обращаем внимание всегда при работе, чтобы фольга имела маленькую толщину, чтобы она была не жесткая. Это очень важно, потому что жесткая фольга будет ранить, травмировать руку ребенка. Так, ну вот сейчас вот я еще покажу, как усилить ствол. Так, ну вот смотрите, вот таким вот образом можно усиливать ствол. Так, здесь, конечно, у меня мало веток, да, вот, веток можно делать побольше. Но вот смотрите, у меня почти что дерево готово, значит, единственное, что теперь нужно его аккуратненько расправить, красиво придать красивую крону, форму листве, да, вот, в разные стороны. Вот, ребенок украшает, расправляет. И теперь нужно куда-то дерево посадить, да. Значит, ну, если вот больше сделать, то будет очень красивое дерево. Поэтому мы сейчас с вами ускоренный вариант делаем. И если много детей, то много веточек, дерево будет смотреться богато. Вот смотрите, вот это дерево может использоваться в оформлении групповых, да, комнат, то есть где-то вот для украшения интерьера. Это может быть как декорация для спектакля, связанное, все, что связано с зимой, да, там «Снежная королева» и вот разные такие вот кукольные спектакли могут быть, да, настольные спектакли какие-то, сюжетно-ролевые игры, ну и, конечно, оформление прежде всего. Так, а как сделать так, чтобы это дерево не падало? Значит, надо куда-то его посадить. Ну, здесь есть несколько вариантов. И один из вариантов может быть просто его посадить, например, в пластилин, да, может быть такой вариант. Может быть еще вариант посадить его, например, в гипс, да, то есть сделать замес гипса. Так, у меня пряники пекутся.
Так, сделать гипс, размешать и, например, посадить в гипс, да. Вот, например, если гипс сделать не очень жидкий, такой густой, то можно сделать горку и в эту горку посадить дерево. Причем ребенок сразу же эту горку украшает каким-то материалом. Это могут быть бусинки, это могут быть какие-то стеклянные камешки, марбусы, да. Вот такими вот красивыми украшаем. Так, ну вот это вариант дерева. Значит, теперь еще один способ, да, значит, изготовления. Можно сделать цветок, тоже цветок для снежной королевы. Так, конечно, хорошо бы взять линеечку, да. Ну вот у линеечки у меня нету, сейчас немножечко вот так вот поставлю. Так, линейки нет, поэтому я буду вот таким инструментом. Так, значит, то же самое делаем небольшие полосочки. Вот, стараемся, чтобы они были такие более-менее ровненькие. Ну, если даже неровные получились, это не смертельно и не страшно, да. Значит, размещаем. Значит, сколько нужно сделать полосочек? Ну, во-первых, смотря какой вы будете делать цветок, да. Как правило, у цветочка, например, ну вот давайте мы сделаем самый простой, 4 лепесточка у цветочка мы сделаем. Вот, поэтому, смотрите, 4 лепесточка, и каждый лепесточек у нас будет состоять, ну, давайте попробуем, так, сколько возьмем. Так, значит, нужно сделать 12 штук. Вот, пожалуйста, 12 полосочек приготовьте. Так, 5. Так, 6. Уважаемые коллеги, все ли у вас получается? Делаете вы со мной или просто смотрите? Хочется узнать, кто со мной работает, у кого все получается или не получается. Какие-то вопросы задавайте. Можно включить свой микрофон, задать вопрос, чтобы я вас видела. Вот. Можно написать в чат. Делаете вы или не делаете, как у вас успехи. Так, получается. Спасибо, Анна, спасибо. Так, все, спасибо, Анечка. Так, что у нас там остальные? Остальные, только одна Анна у нас работает, да? Так, 1, 2, 3, так, 6, 7, 8. Значит, нам нужно 12 штук. 8. 8. Так, ага, вот тут не очень ровно получается. 9. Так, 10. 11, 12 полосочек. Так, получается, ну, конечно же, не так профессионально, как у нас. Ой, ну, я уверена, что вы прибедняетесь там, наверное. И я думаю, что у вас получается очень хорошо. Так, значит, ну вот получается, так, сколько тут у нас? 11 и последняя полосочка. Вот последняя полосочка. Теперь, смотрите, все то же самое, уважаемые коллеги. Значит, мы немножечко сминаем, да. Вот что делают дети? Дети сразу начинают рвать в разные стороны, поэтому мы как будто бы даже не рвем, а как будто бы вместе. Вот смотрите, кулачки вот так вместе. Вместе и раскатываем. Вместе и раскатываем. То есть, чтобы у вас дети не рвали, надо, чтобы они поняли, что нужно вместе вот его сжимать немножко. Так, смотрите, нужно сделать 12 полосочек, да, 12 жгутиков вот таких. Пожалуйста, сделайте 12 жгутиков, чтобы получился цветочек. Вот таким образом. Еще раз. Так, ну вот смотрите, я вам еще, вот, надеюсь, что вы получили, да, материал, который вчера присылала вот я Светлане Ильиничне. Я вчера единственное, что я не прислала темы для тестопластики и для работы с фольгой, да. Вот я вам сегодня обещаю, что я сейчас себе напишу, что я должна вам прислать. Примерные темы. Значит, конечно, это темы для работы с детьми маленькими. Вот. Но я вам хочу сказать, чтобы работать со старшими детьми, если вы берете такую же тему, понятное дело, что нужно немножко усложнять. Да? Тема может быть такая, только усложнение и больше декоративных элементов. Вот, поэтому вполне вот эта вот примерная тематика, чтобы вы понимали, какие вообще могут быть разнообразные темы. Как по тесту, так и по лепке. Да? Ой, так и по лепке из фольги. Так.
Ну вот потом посмотрите. Там как есть, как коллективные, но коллективные работы тоже, конечно, можно делать с детьми помладше, да, а старшие дети уже могут вот эти вот работы, каждый ребенок может делать самостоятельно. Один ребенок, одна работа. Например, одно это дерево зимнее. Вот вариант зимнее дерево, например, фольга, она очень хорошо красится, да. Можно, например, ее фольгу покрасить, можно маркерами покрасить, да, перманентными. Тогда это уже будет какое-то волшебное дерево, не обязательно зимнее, да. Вот. И вариант как волшебного дерева можно сделать вместе с детьми, тоже как вот, ну, с детьми постарше. Можно раскрасить потом, да. Вот. Если есть соответствующие маркеры, можно раскрасить, вот, например, дерево в соответствующие цвета. Или волшебное просто дерево сделать. Волшебное дерево же, оно может быть самое разнообразное. Вот. Теперь посмотрите. Ну вот у меня уже, по-моему, 12 штучек есть. Так, если потом не хватит, потом еще я сделаю. И теперь я буду показывать, как делать лепесточек, да. Значит, вот смотрите, сделали. Так, теперь мы берем, все так же, как, вот, как соединяли дерево, только мы здесь берем три вот такие вот, 3 жгутика. Так, 3 жгутика. Так, 3 жгутика. Смотрите, соединяем их. Вот 3 вместе, 3 жгутика. Соединяем. Сначала сжимаем вместе, а затем чуть-чуть немножечко подкрутили. Аккуратно, чтобы не разорвать, да. Мы соединяем их вот таким вот образом. Смотрите, видите как? Вот так. Вот таким образом. Значит, смотрите, если, ну, у нас здесь понятное дело, что можно на другом конце соединить, и у вас будет длинный лепесток, да, можно регулировать длину лепестка. Вот, например, у меня цветочек будет не очень большой, поэтому я где-то в серединочке, вот смотрите, вот так вот сжимаю, вот так вот сжала, вот, прижимаю, и вот здесь подкрутила. А серединочка у меня вот такая вот получилась. Видите, немножечко я расправила. Вот, получается вот такой вот один лепесток. Вот таких лепесточков нужно сделать 4. Ну, смотря какой цветок, да. Есть цветок 6 лепестков, есть 5 лепестков. Ну, вот у нас ускоренный вариант будет 3 лепестка. Так, еще раз показываю. Соединяем 3 вместе, сжимаем, немножечко подкрутили. Так, теперь посмотрите, еще внизу, где-то вот в серединочке прижимаем, прижимаем и подкрутили снова. Вот таким образом. Получился еще один лепесточек. Так, лепесточек. Так, и так соединяем все наши лепесточки, чтобы получилось 3. Сверху прижали, подкрутили. Так, в серединочке прижимаем, тоже подкрутили. Прижали, чуть-чуть подкрутили, расправили. Вот уже получается 3. И последний лепесток. 3 вместе прижали, немножко подкрутили. Так, еще раз. Так, получается у нас 4 лепесточка. Вот таким вот образом. Теперь, значит, вот смотрите, это лепесточки, ну, если вспоминать строение цветка, то у цветка есть тычинки, да, есть чешеложе, и поэтому мы сейчас делаем тычиночки. Значит, для тычиночек берем такую же полосочку. Вот, значит, ну, можно их взять, например, 3 полосочки. Возьмите 3 полосочки для тычинки. Так, также скрутили. Так, еще раз. Так, и еще одну. Теперь смотрите, как мы делаем тычиночку. Краешек скручиваем в улиточку, закручиваем. Так, и у нас получается, смотрите, вот такая вот
на палочке, да, видите, шарик на палочке. С другой стороны. Так, здесь можно, смотрите, они у меня получается достаточно длинные, тычиночка, да. Я с другой стороны тоже скрутила, вот как рожки получились. Одна повыше, другая пониже, ну вот как-то так. Так, и еще одну. Можно здесь, ну, здесь можно вот так вот подкрутить. Вот, и еще одна, так, ага, отломалась. Ну вот как-то так, смотрите. Соединяю их вместе на разной высоте. Вот. Сделаю вот такие шарики на концах, вот так. Это у нас тычинки получаются. Край закручиваю. Так, и теперь смотрите, я беру еще фольгу. Значит, мне нужно будет кусочки для соединения. Несколько кусочков, вот возьму 2. Можно немножко пошире, видите, полосочки пошире. Так, теперь смотрите, соединяю. Сначала беру тычиночки. К тычиночкам приставляю лепесточки с одной стороны. Напротив другой лепесток. Так, сбоку. И с другой стороны вот так. Так, теперь надо как-то закрепить, да? Вот смотрите, я прижимаю вместе, как всегда, вместе прижимаю. Затем беру кусочек фольги, накладываю и вот так вот обматываю. Смотрите, вот так обматываю. Так. Значит, смотрите, здесь можно что сделать? Можно вот этот цветочек, например, поставить на палочку, да? Например, взять шпажку от шашлыка. Так, сейчас я палочку от шашлыка возьму тоже. Тоже далековато лежит, не приготовила. Ну, можно, давайте без палочки, да, я вам не говорила про палочку. Значит, что можно сделать? Можно просто слегка увеличить, да, вот так вот. Приложить кусочек фольги, прижать и снова покатать. Хорошенечко прижимаем, удлиняем стебелек. Вот получилось вот так, смотрите. Так, ну, здесь, конечно, напрашивается сделать листик, да. Значит, листочек таким же образом, как лепесток, только его можно немножко подлиннее сделать. А можно сделать, наоборот, покороче. Это как вам хочется. Можно сделать из 3, можно сделать из 2. Вот, я сейчас вот сделаю, например, из 2 полосочек. Вот таким образом соединяю. Вот, у меня, значит, получается, здесь соединяю, прикладываю к цветочку, лишним кусочком фольги закручиваю. Так, и самый интересный момент в работе, да, это придание соответствующей формы, да. Значит, что можно сделать? Ну, во-первых, с листиком, да, значит, можно смотреть, так, ага, у меня, извините, сейчас у меня выключились мои прянички. Так, ну вот смотрите, что у меня получилось, да? Значит, получились, проверяем. Видите, немножечко они подрумянились, да? Проверяем бока. Я думаю, что, смотрите, прянички готово. Готовы прянички. Видите, вот они. Не знаю, видно вам или не видно. Сейчас покажу поближе. Вот так. Вот они, прянички. Вот они, видите, у меня испеклись. Так, ну теперь я оставлю их, чтобы они немножечко остыли. Вот, и можно любоваться, можно кушать тут, как вы сами распорядитесь. Так, ну вот готово. Так, теперь, значит, смотрите, так, с цветочком продолжаем. Значит, формируем листик, да, смотрите, придаем ему соответствующую форму. Ну и, конечно, самое красивое, это момент, когда распускается цветок, да. Значит, смотрите, каждый лепесточек находим ему его место, да, вот в украшении. Можно, смотрите, немножечко хвостики вот так подкрутить, да, вот смотрите, вот так подкручиваем. Вот таким вот образом формируем. Так, ну вот смотрите, вот он, цветок появился у нас на свет. Ну, здесь можно еще тычиночки вот так вот раздвинуть, да. Вот. И если бы было больше лепесточков, да, было бы еще и симпатичнее и интереснее. Ну вот, например, вот такой цветок, это может быть цветок для снежной королевы, может быть для мамы, да. Ну, то есть, в общем, можно тоже для украшения использовать. Это вот, например, похож на цветок лилии, да.
А так можно, конечно, делать цветы. Вот я, например, делала розу и тоже потом подкрашивала, чтобы она была цветная. Так, ну вот это что касаемо лепки из фольги. Ну, есть, конечно, детские темы, да, ну такие вот. Здесь вот такие, есть темы насекомых, да. Можно, например, красиво сделать из фольги, например, слепить улиточку, да, улиточку, там каких-то жучков можно сделать, можно светлячков наделать, да. То есть, в общем, тематика тоже может быть разнообразная. Так, уважаемые коллеги, мне опять было предупреждение, что скоро выключится, потому что еще 40 минут у нас следующий подходит к исходу, да, поэтому будьте готовы, если вдруг отключится, то выйдите и снова зайдете, да, вот, не пугайтесь, уже этот самый, надеюсь, что у нас дальше будет так. Ну что, немножко приберемся. Так, следующий момент. Значит, мы с вами посмотрели фольгу. И сейчас мы с вами попробуем, плавно переходим от лепки к рисованию. Да? К рисованию, к изображению. Вот, вы знаете, что... Так, и очень насыщенно, интересно. Так, ну, это самое... Буду очень рада, если вам понравится. Значит, какой-то материал я вам еще вышлю в виде фильмов. Вот, может быть, что-то, если вдруг какие-то вопросы, вам что-то непонятно, или вы хотели от меня получить более такую информацию подробную, вы, пожалуйста, мне напишите. Можно написать на сайте, вот зайдете на сайт карагульна.рф, или там есть доступ, там есть контакты, вот они в свободном доступе. Пожалуйста, напишите, я всегда буду рада ответить на вопрос. Ну, если смогу, то я отвечу, да, вот постараюсь ответить. Если вдруг что-то вас еще заинтересует или какие-то будут вопросы. Так, теперь посмотрите, вот с фольгой посмотрели, теперь следующий момент рисования. И оказывается, рисовать-то можно ведь не только красками, да, можно ведь рисовать, да и красками-то можно ведь по-особому рисовать. Можно ведь рисовать разными материалами. Вот. И, конечно, нам тоже вот период, режим самоизоляции, он открыл очень много ресурсов. Да. Он, конечно, нам было нелегко в этом периоде, но то, что открылись ресурсы, то, что возникло взаимопонимание с родителями, я думаю, очень налажено такое вот тесное сотрудничество. И вот это вот тоже следующая тема, она тоже может быть как в поддержку домашнему творчеству и развитию домашнего творчества вместе с родителями. А если есть возможность это применить на работе, если у вас дома на работе есть микроволновка, или ее просто принести на некоторое время, занести для создания следующих работ, то это будет замечательно. Итак, у нас будет рисование тестом. То есть я по-другому называю это пухлые картины. Почему пухлые? Потому что мука, она свойства муки такие, что она немножко поднимается и происходит такое рельефное изображение. Причем неожиданное рельефное изображение. Вот, давайте попробуем, хорошо? Так, сейчас 2 секундочки, сейчас я тут выкину. Так, нам нужна... Ну, смотрите, тоже это вот еще рисование, оно интересно, мне нравится тем, что оно, вот сам процесс создания красок, он такой очень похож на экспериментирование, да. Хорошо, если ваши дети сами делают эти краски, чтобы они сами измеряли количество муки, количество соли, количество воды, сами делали замес, да, смотрели, как соединяются эти материалы и что в итоге получается. Итак, что нам необходимо? Нам нужна мука, теперь уже пшеничная мука, нам нужна соль экстра и нам нужна вода. Значит, здесь не обязательно воду иметь кипяченую, а можно просто воду обыкновенную, да, но единственное, что, наверное, пусть она будет холодная. Вот, что мы делаем? Значит, пропорция такая. Значит, мы берем 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка соли и соединяем. Сначала вливаем 1 столовую ложку воды. Ну, потом посмотрим, если понадобится, должна быть состояние такое, должно быть, ну, такой очень густой сметаны.
Вот состояние очень густой сметаны. Итак, берем муку. Сейчас я достану муку. Так, столовая ложка. Так, я беру муку 2 столовые ложки. Вот у меня, вот смотрите, я вот такой одноразовый контейнер. Вот, можно использовать, ну, разные там, да. Значит, смотрите, что еще хорошо, что еще интересно. Муку можно без горки. Интересно, что у вас, например, вот коллектив детей, и пусть каждый выберет ту краску, которая ему нравится. А потом в ходе работы дети будут взаимодействовать, сотрудничать между собой, да, и будут меняться красками. То есть кто-то сделал красную, кто-то желтую, да, потом раз поменялись, порисовали, поменялись красками. Вот, так, чтобы, например, один контейнер, одна краска. Но я буду одну краску делать. Вот смотрите, значит, я добавила муку, теперь я добавляю соль, соль экстра. Так, вот на этом этапе нужно размешать. Пока сухие материалы, мы их размешиваем. Так, здесь нужно добавить, теперь добавляем водичку. Так, водичку добавляем. Ну, вот сейчас посмотрим. Наверное, будет 1 ложки мало. Так, 2 ложки нужно добавить. Уже я вижу, что мало. Размешиваем. Значит, размешиваем, смотрите, ну, немножко тяжеловато размешивать. Вот, если чувствуете, что совсем тяжело, да, можно еще добавить водички. Ну, например, можно даже добавить, наверное, пол-ложки пока. Сильно тоже с водой аккуратно. Так, сейчас мы еще добавим пол-ложечки. Можно, ну, добавьте ложку добавьте. Я думаю, что тут у нас не будет жидко. Ну, в общем, такая густая сметана. Значит, рисовать в этом случае мы будем одноразовыми инструментами. Ложками одноразовыми, вилками, кисточками это не рисуется, да. Ну вот смотрите, вот у меня хочется вроде как еще водички, да. Смотрите, ну вот у меня получилась вот такая вот масса, да, видите, не падает даже. Поэтому чуть-чуть, пол столовой ложки, итого получилось у нас... Так, 3,5 столовой ложки, да, воды. Вот, пол ложки еще добавила. Теперь, смотрите, теперь надо выбрать цвет. Я выберу желтенький цвет. Так, сейчас где-то у меня краска желтая была. Так, вот у меня краска желтая. Так, добавляю гуашь. Так, сейчас... Добавляем или палочкой, или что у вас там есть под рукой. Добавляем, смешиваем. Размешиваем. И получаем вот такую вот густую можно еще немножко добавить. Смотрите по состоянию. Угу. Так. Так, ну у нас пока 3 человека, да? Так, подключаются люди у нас. Так, что я хочу сказать. Вот, значит, вот мы работаем на платформе Zoom, да?
Так, сейчас мы подключимся. На платформе Zoom. И у платформы Zoom вот такая особенность. Через 40 минут она отключается. Вот. Ну, наверное, это для того, чтобы вы не спали. Да? Чтобы не спали и чтобы через каждые 40 минут снова подключались. Поэтому проверяем, кто у нас ушел, кто не ушел. Пока у нас 4 человека. Но с каждым подключением становится вас меньше, уважаемые коллеги. Так, вот получилась у меня вот такая масса. Значит, мне кажется, что я бы вот еще добавила воды. Да, вот смотрите, какая-то вот немножко густая получилась. Смотрите, вот консистенцию проверяйте. Значит, можно еще добавить водички, чтобы чуть-чуть было нам полегче его потом работать с ним. Размешиваем. Ну вот это все делают дети сами, экспериментируя, получая новый вариант краски. Вот такая краска. И вот теперь этой краской мы будем работать. Каким образом? Значит, нужно взять листочек плотный. Так, плотный. Сейчас я возьму плотный лист. Вот. Это может быть бумага акварельная. Это может быть бумага, это может быть картон даже, да? Не бумага, картон. Ну вот сейчас я достану картон, у меня есть. Вот, надо взять половиночку листочка. Почему половиночку? Потому что у вас целый листок не войдет в микроволновую печь. Вот, я сейчас тихонечко половиночку листочка заберу. Так, половинка листочка. Так, сгибаю. Так, ножницы. Так, ножницы вот здесь. Так, отрезаю. Ну вот, смотрите, ну, поскольку я не нашла одноразовых, поэтому я буду обыкновенной ложкой делать и возьму обыкновенную вилку. Просто потом хорошо помою. Итак, выкладываю небольшое количество. Вот, я буду рисовать солнышко. Значит, у меня будет солнышко, ну, представьте, вот рисую солнце круг, вот такое вот, самое простое, да, вот выложила, да, вот такой вот кусок теста, вот этого, да, так, и теперь беру вилку. Вот вилка у меня здесь есть одноразовая. Есть одноразовая вилка. Вот смотрите. И в разные стороны, значит, я растягиваю, делаю лучики у солнышка, да. Вот, вытягиваю. Вот, ну, какая может быть тематика, да? Ну, что-то такое, значит, можно такое в такой технике рисовать что-то такое простое, стилизованно. Это могут быть какие-то простые, например, овощи, фрукты, да, например, яблоко тоже, да, помидор, да. Вот. Это могут быть космические темы, потому что вот космос, он такой загадочный, да. Будет получаться такой рисунок, такой объемный. Вот. Можно сделать, например, портрет космического друга. Вот, вот смотрите, вот таким вот образом. Ну вот у меня получилось вот так, да. Если есть другой цвет, то можно сюда же сделать, намешать и другой цвет. Например, добавить красного, да, или добавить оранжевого такого. Вот. Ну вот получается вот такой рисунок. Давайте попробуем еще, например, это у меня солнышко, да. Попробую нарисовать рыбку. Ну вот как у нас рыбка? Рыбка у нас кругленькая. Да? Конечно, хочется... Сейчас я добавлю какой-то красочки, добавлю сюда, чтобы получился еще один оттенок. Вот у меня, например, это туловище у рыбки. Так, сейчас мы добавим... Так, например, пусть зелененький цвет. Потому что что-то хочется такого. Так, можно еще что-то добавить. Хочется красненького. Сейчас мы красный еще. Красное достану. Ну, красный я могу вот тут же сделать. Так, где у меня красный? Красная красочка. Так, немножечко вот тут я капнула зеленым. Разбавлю. А дети очень удачно, потому что у каждого свой цвет. Я просто не стала уже тут размешивать, да. Вот, например, у меня получился вот такой зелененький. Например, будут у меня плавнички.
и хвостик выложила. Так, а оставшийся я сделаю красненьким, чтобы у меня был красный ротик. Ну, можно вот прямо даже вот тут махнуть. Красным, допустим, добавить. Так, значит, смотрите, что дальше. Дальше мы с помощью вилочки вытягиваем. Например, плавнички. И делаем хвост. Ну, вот так. Вот получилась вот такая вот рыбка. Значит, теперь вот эти рисунки мы отправляем в микроволновку. Значит, в микроволновку отправляем буквально на 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И вытаскиваем сразу же. Долго не надо находиться, чтобы обязательно под присмотром, чтобы там у вас ничего не произошло. Да? Аккуратненько помещаем и сразу же вытаскиваем. Так, мне какое-то время не будет на экране. У меня микроволновка здесь рядышком стоит. Поэтому, пожалуйста, не теряйте меня. Значит, я сейчас покажу, что из этого получилось. Так, сейчас я включу микроволновочку. Так, немножечко придется это все отключить. Так, микроволновку включаю. Так, и в микроволновку отправляю. Так, ну пусть сначала солнышко у меня пойдет. Так, солнышко включаю. Так, ну вот 10 секунд у меня тут есть. Так, немножечко там надо смотреть, чтобы у вас подсохло. И когда вытаскиваете из микроволновки, ни в коем случае сразу не берите, потому что будет горячий рисунок. Так, сейчас я проверяю. Так, ну вот смотрите, 10 секунд было, проверила. И еще раз отправляю на 10 секунд. Сразу 20 секунд не ставьте. Лучше двумя подходами делать. Второй подход у меня тоже 10 секунд сейчас будет. Сейчас выйдет, и дальше пойдет рыбка. Так, ну вот немножечко влаги много. Так, ну оставим. Так, вторую рыбку отправляю. 10 секунд. Угу. Так. Так, и еще раз 10 секунд. Так, ну вот смотрите, не хватает еще времени, поэтому еще на 10 секунд рыбку отправлю. Слой очень толстый. Так, а пока украшаю солнышко. Солнышко я украшаю, приклеиваю глазки. Вот, здесь можно использовать кукольные глазки. Так, кукольные глазки можно использовать. У меня глазки, можно глазки, вот смотрите, видите, у меня получилось вот такое вот солнышко. Не хватает ротика, да. Значит, ротик тоже, бывает, продается пластмассовый ротик, можно приклеить. Можно из чего-нибудь вырезать, или с фоамирана, или с фетра тоже приклеить. Так, и рыбки тоже я сейчас приклею глазик, покажу, что получилось. Так, ну вот сейчас приклею глазик, у меня есть еще один. Так, получилась у меня вот такая рыбка. Вот такая рыбка. Ну вот, смотрите, эти работы получаются интересные. Почему? Потому что они становятся такими объемными, да. Вот, получаются вот такие пухлые краски. Пухлые краски, пухлые рельефные вот такие вот работы. Ну вот, если больше цветов, больше возможностей, больше разнообразия получается, работы получаются разнообразные. Так, ну что, мы с вами тихонечко убираем, да, лишнее убираем и двигаемся дальше. Так, сейчас я тихонечко, с вашего позволения, уберу лишнее, чтобы не мешалось. Вот следующая тема очень интересная. Вот, я ее называю по-разному. Бывает, ну, чаще всего название у меня звучит нетканный гобелен. Почему нетканный гобелен? Потому что мы у нас используем нитки в работе. Вот, так, нитки в работе. Ну, не только нитки, там мы используем много всего. Мы используем и аппликативные материалы. Ну, в общем, все, что есть у вас, это все можно использовать. Вот, я вам предлагала найти самоклейку, да. Вот, самоклейка.
пленка. Она продается в строительных магазинах. Вот у меня вот такая пленочка. Обычно для, клеят двери, разные назначения у этой пленки. С одной стороны вот такая бумажная, а с другой стороны вот такая вот, такая клеенчатая, что ли, да. Так, сейчас я включу, иначе у нас все потухнет. Так, микроволновочку сейчас 2 секундочки, наводим порядок. Так, все включили, все работает. Так, значит, что мы делаем дальше? Дальше мы, смотрите, во-первых, нам необходим для работы плотный лист. Это может быть картон, это может быть бумага для акварели. Вот, приготовили. Вот у меня в данном случае поближе это вот такой картон. Берем самоклейку и вырезаем столько, в общем, вырезаем формат нашего листочка. Вот у меня, например, картон, он там не А4 формат, чуть-чуть поменьше. Но самоклейки можно вырезать еще меньше, да, чтобы у нас получился, как вам сказать, чтобы получилось у нас как рамочка. Так, значит, я вот таким образом сейчас вырежу. Так, вырезаю. Так, здесь подмечаю. И здесь. Вот так. И тихонечко вырезаю. Вот, смотрите, вырежу. Так, я не знаю, говорила я вам про двусторонний скотч или нет. Вот, возможно, вдруг я вам забыла написать, что нужен двусторонний скотч. Значит, если двустороннего скотча нет, конечно, самое удобное это приклеивать на двусторонний скотч. Но если двустороннего скотча нет, можно воспользоваться любым клеем, но только хорошим клеем. Или если клеящий карандаш, то, скорее всего, Эрик Краузе, потому что Эрик Краузе все клеит. Или клей Титан, но тогда будет запах. Это будет без детей надо будет собирать, чтобы дети не... без детей запах, потому что имеет. Вот, вот смотрите, я вырезала. Вот у меня вот такая самоклейка. И вот мой листочек альбомный. В данном случае не альбомный, а листок картона, на который я буду приклеивать самоклейку. Вот смотрите, вот так, да. Только единственное, что, значит, мы будем приклеивать не так, а вот таким образом, чтобы бумажная сторона у нас была наверху. Вот эта бумажная сторона, мы потом снимем, это будет липкая сторона. Это наша рабочая сторона, на которой мы будем, что-то создавать, какой-то объект, да. Так, значит, у меня есть двусторонний скотч. Сейчас я его найду. Значит, вы, пожалуйста, приготовьте, что у вас есть. Если есть двусторонний скотч, готовьте двусторонний скотч. Если нету, значит тогда клеящий карандаш или клей Титан, или может быть горячий пистолет, термопистолет, да. Вот, что-то такое, что может быть. У меня вот такой вот узенький двусторонний скотч. Я его, смотрите, приклеиваю сверху. Единственное, что он желтый, и у меня бумага, самоклейка желтая, поэтому плохо будет видно. Я думаю, что немножко криво наклеила. Вот видите, вот таким образом. По периметру. То есть со всех сторон мы собираем, приклеиваем полосочки двустороннего скотча. Вот таким образом. Повернули, со всех сторон мы это сделали. Для того, чтобы можно было потом разместить все это на картоне. Так. Повернули. Вот таким образом. Вот смотрите. Значит, можно, конечно, еще и в серединочке. Это как вам захочется. Итак, значит, снимаем пленочку. Снимаем пленочку. У нас появляется вот... это все, видите, на красивой стороне, да, самоклейки делаем. Сняли пленочку, убрали вот эти вот полосочки. Так, и размещаем на наш листочек таким образом, чтобы, постарались, чтобы у вас со всех сторон было одинаковые полосочки.
Ну, то есть, чтобы получился вот такой, типа, похоже что-то на рамочку. Ну, у меня, конечно, не очень ровно получилось тут с одной стороны. Ну, можно вообще, в конце концов, срезать, можно оставить как есть. Это уже посмотрите, да. Вот, теперь смотрите, значит, как работать на самоклейке, вот как работать на этой поверхности. Надо аккуратненько. Конечно, когда вы организовываете работу в этой технике, надо продумать, чтобы у вас как можно меньше было мусора на столе, да, это, значит, можно работать, вот я сейчас покажу, а можно работать, например, вот на таком вот подносе, да, вот, например, на поднос положили, и у вас уже никуда ничего не будет деваться, да, то есть ребенок работает, весь мусор у вас будет на подносе, то есть в уборке будет меньше, в уборке будет легче. Вот. Потом еще что бывает? Бывает, что дети приклеиваются руками потом. Вот мы сейчас снимем, да, вот давайте снимем кусочек. Значит, начинаем с уголочка, аккуратненько. Обычно детям трудно найти уголок, поэтому, например, перед занятием, да, я вот таким образом готовлю. Видите, листик. Для чего? Для того, чтобы им только потянуть, и они сняли. Но перед тем, как потянуть, вы предложите детям провести эксперимент и потрогать краешек, да, бумаги. Вот таким образом. Потрогали, видите, как приклеивается. Почему? Потому что вот этот интерес, как к этой поверхности все приклеивается, он будет поддерживаться на протяжении всего занятия. Вот, им захочется все время приклеиваться руками, вот им нравится это. Вот. А чтобы специально не приклеивалось, да, мы используем вот такой поднос с бортиками, с небольшими, чтобы руки сильно не ложились на листик, да. Значит, снимаем, смотрите, сняли, вот сняли. Вот, теперь можно будет вот здесь создавать, ну, какой-то или образ, да, или вот, ну, такое вот, да, что-то такое. Это может быть, тематика может быть самая разнообразная, да. Исходите из того, что он окружает сейчас, например, лето, да. Значит, что может быть? Может быть, это какие-то появятся цветы, могут быть какие-то птицы, да. Так, могут появиться там... Можно нарисовать и домики, ну, все что угодно, да. Ну, давайте попробуем. Так, вот у меня, значит, здесь, конечно, надо использовать нитки. Можно использовать нитки, можно использовать бумагу. Если ниток нету, можно просто бумагу цветную, да. Значит, и попробовать создать какой-то образ. Ну, вот очень часто, например, можно сделать... например, вазочку с цветами. Давайте попробуем сделать вазочку с цветами. Так, для этого, значит, можно взять, например, так, сейчас можно использовать ненужный журнал, да, такую вот сторону. Так, сейчас мы найдем. Вот у меня обложка от бумаги, да, вот такая обложка. Так, вот еще вот такая обложка есть. Ну вот, может быть, такая обложка. Ну вот, смотрите, вот такая вот у меня обложка. Можно использовать лист журнальный, да, у кого что есть под руками. Так, сворачиваем. Так, и вырезаю вазочку. Например, ваза с цветами, тема. Вырезаю вазу с цветами. Сейчас я покажу, вы поймете как. Вазочка должна быть небольшая. Так, листочек мы будем располагать вот таким образом, вертикально. Так, листочек. Так, и вазочка у меня... Так, ну сейчас чуть-чуть ее поменьше, она у меня широкая получилась. Вот, я вот ее вот так сделаю, вазочку. Так, у меня получилась вот такая вазочка. Да? Значит, я ее приклеиваю в самый низ. Значит, там можно, конечно, и обозначить плоскость стола. Ну, я не буду обозначать. Вот я приклеила вот такую вазочку. Теперь смотрите, под эту вазочку я буду сейчас собирать стебелечки. У меня есть вот такие нитки, они, видите, такого сегментного крошения, то есть они есть, там есть и красные, вот разные цвета, очень удобные нитки. Какой тебе нужен цвет, там, значит, в этих нитках все есть. Значит, смотрите, стебелечек приклеиваем. Можно нарезать готовые, да, вот смотрите, готовые нитки по размеру, разные, да. Значит, можно приготовить в зависимости от возраста. Если дети постарше, они это сделают сами. Если ребенок помладше, можно сделать заготовки стебелечков, да. Они могут быть разные по размеру. Вот смотрите, длинные, короткие. И приклеиваем. Вот один вот сюда пошел стебелечек, вот так. Так, смотрите, один вот сюда.
Так, вот сюда. Ну вот у меня получилось 4. Да, сейчас я еще один сделаю. Пусть у меня будет 5 стебелечков. Так, ну вот у меня получилось, смотрите, вот такая вот. Вот такая вот. Удобно тем, что клей не нужен, да, все приклеивается к самоклейке. Вот, и здесь вариантов для возможности, из чего можно делать, да все, что есть под руками. Это могут быть и вот бумага, и журналы, очень красивые журнальный коллаж, да, по-другому можно назвать. Можно было назвать нитки. Работа, если с нитками больше, нетканый гобелен, да, потому что тут нитки могут быть. Так, что делаем дальше? Дальше мы смотрим, да, значит, если нам нужны листики, да, то мы берем, можно взять бумагу цветную, можно взять кусочки ткани, только ткань должна быть, конечно же, такая, ну, легкая, да, тяжелая ткань, она не пойдет, потому что, ну, отваливаться будет тяжело листочку, да, а вот легкая ткань, она, конечно же, будет хорошо. Так, сейчас я найду, что у меня есть. У меня, наверное, зеленого цвета нет, потому что тут лягушек делали, и зеленый цвет закончился. Так, ну, сейчас что-нибудь придумаем. Так, значит, если у нас... Так, сейчас не... Так, ну вот тут у меня есть зелененькие, видите? Вот здесь вот на обложке у меня есть зеленые кусочки. Вот они вполне подойдут. Значит, смотрите, я просто... техника, здесь уже техника идет. Обрывная аппликация. Я приклеиваю просто листочки. Вот. Собираю сколько листочков, да сколько вам хочется, да, в зависимости от выразительности образа. Ну вот каким-то таким образом. Вот так и вот так листочки собираем. Так, ну вот смотрите, листочки получились. Ну вот это получилось вот таким, вот так. Вот, листики сделали. Теперь мы обозначаем серединочки у цветочков, да. У меня есть очень красивые камни. Ну вот, смотрите, у меня, во-первых, есть камни. Так, есть у меня. Здесь уже что у вас есть. Если есть бусинки, очень хорошо. С бусинками тоже замечательно. У меня есть вот такие вот камешки. Вот у меня, смотрите, камешки, как будто бы это будут тычиночки, да, у цветочков. Я вот сейчас приклею, они у меня разные камни. Это стразики, да. Так, вот они, вот сейчас вот я достану. И они разнообразные. Вот есть красные стразики, есть, например, вот фиолетовый. Вот такой фиолетовый. Ой, зеленый тут есть у меня. Так, сейчас. Так, зелененький. Вот есть один фиолетовый попался. Это все серединочки у цветов. Вот. Видите, вот они. Вот таким образом. Серединочки у цветов. Так, теперь, значит, что можно сделать? Можно сделать... Далее мы делаем... Серединочки сделали. Далее мы делаем... вернее, тычиночки, а сейчас серединочки, да. Тоже, смотрите, заготавливаем другого цвета ниточки, да. Вот у меня тут какие-то красноватые получились. Ну, в общем, какие у вас есть. Это не принципиально важно. Значит, тоже разрезаем на небольшие кусочки. И теперь, смотрите, вокруг вот этой вот стразика мы аккуратненько накручиваем, где возможно, да, смотрите. Вот таким образом накручиваем, делаем вот такие серединочки у цветов. Вот так. Вот, попробуйте, да, сделайте, накрутите. Вот таким образом. Так, серединочки у цветов. Получается. Сейчас будем делать красивые лепесточки. Значит, ну вот у меня 4 как раз поместилось. Мне не хватило еще одного. Сейчас я еще один сделаю. Вот. Они могут быть разные, могут быть одного цвета, разных цветов. Единственное, что, смотрите, что проверяем. Пальчиком указательным каждую ниточку мы вот так вот пальчиком стучим. И вот смотрите, вот так вот по ниточке. Так, чтобы у вас очень хорошо приклеилось. Почему? Потому что потом будем посыпать сыпучими материалами. И у вас, если плохо приклеено, у вас все это отвалится. И картина будет испорчена. Поэтому старайтесь ниточки приклеить так тщательно. Тщательно приклеиваем ниточки.
Так, ну, собираем вот здесь, собираем. Так, все, у меня вот серединочки у цветов готовы, да. Теперь из чего можно сделать лепесточки? Так, я вам что предлагала... Так, сейчас посмотрим, что у вас тут. Блески есть, да? Блески, если приготовили блески, замечательно. Если блесток нет, можно использовать любой сыпучий материал, если блестки, да. Но можно использовать бумагу цветную, да. Значит, ну вот да, у меня как раз есть блески, поэтому я вам предлагаю, я сейчас сделаю блесточками. Так, и потом уже будем... Так, сейчас я возьму золотые блески. Блески золотые у меня есть. Так, вот у меня золотые блесточки. Так, двумя пальчиками берем. И если есть цветной песок, то можно цветным песочком. Ну, я сейчас блесточками сделаю. У меня такой волшебный цветочек будет. Вот смотрите, у каждого... Так, сейчас я покажу. Вот смотрите, двумя пальчиками высыпаю, делаю лепесточки. Сейчас, когда будет готово, я обязательно подниму, вы поймете. Сейчас я, так, кто у меня там, сейчас я поближе поднесу планшет, чтобы вы увидели, каким образом я это делаю. Сейчас я все сделаю и обязательно покажу. Так, ну вот тут, конечно, я уже начала не очень аккуратно делать. Ну, можно аккуратно, ну, старайтесь аккуратно, конечно, но уж как получится. У меня вот тут я поторопилась, у меня вот здесь получилось не очень аккуратно. Вот. Так, вот такие вот лепесточки. Так, сейчас, внимание, сейчас покажу все. Так, сейчас я блесточки уберу. Так, и покажу, что здесь у меня. Вот смотрите. Так, сейчас 2 секундочки, покажу, что вот таким образом. Так. Так, все, замечательно. Так, продолжаем. Значит, пока поднимать нельзя. Размазывать, если это сыпучий материал, то пока не размазывайте, да. И теперь нам необходимо полностью всю картинку закрасить, да. Чем закрашивать? Ну, если у вас есть настоящий кварцевый песок для песочной анимации, можно посыпать песком. Кстати, можно использовать цветной песок тоже, да. Но если такого материала нет, можно просто воспользоваться просто обыкновенной манкой, да. Вот сейчас я достану маночку и... Ой, она у меня тут рассыпается, да. Так, достану манку и посыплю все манкой. Значит, смотрите, вот у меня маночка. И тихонечко посыпаем манкой. Прям сверху, не боимся все закрасить, да, аккуратненько посыпаем так, ну, щедро, скажем так, щедро посыпали. Так, и вот теперь, почему нам нужен поднос, потому что мы сейчас тихонечко вот нашу работу вот так вот поднимем. И вот так вот постучим, встряхнем. То есть весь мусор у нас остался на подносе. Никто нас не ругает, ни няни там, ни технический персонал не ругает. У нас получилось вот такое вот панно, картинка, которую можно подарить, использовать в качестве открытки, в качестве декоративного арт-объекта, да. Ну вот такое вот панно. Варианты могут быть самые разные. Это может быть и животный мир, да. Это могут быть животные. Ну, конечно, немножечко есть стилизация, да, поэтому, когда, если берете образ животного, конечно, надо помнить, что там, ну, может быть, не все подходит, да, но выбирать какие-то определенные темы. Рыбы, животные, растительный мир, космос очень красиво, но тогда нужно посыпать или кофе, или чаем сверху, да, потому что, чтобы был темный вариант. Или... Ну да, черный такой темный вариант. Вот. Ну, вот как-то так. Очень красиво с блесточками. Можно и приклеивать разные камни. Так, у нас через 10 минут снова будет отключение очередное. Вот, поэтому, пожалуйста, приготовьтесь. Вот такая вот замечательная техника, нетрадиционное рисование. Ну, вот рисование, потому что мы делаем изображение, но используем, вот такой получается, как коллаж, да, у нас коллажная техника. Так. Значит, уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше. Так, и можно немножечко сделать уборку на своем рабочем месте.
Вот, следующая у нас тоже интересная тема. Тема у нас, мы будем рисовать. Рисовать будем таким материалом, как пена. Поэтому, пожалуйста, приготовьте пену. Сейчас, так, где-то, ага, вот у меня пена. Пена мужская. Так, мужская. Желательно с детьми использовать пену без запаха и отдушек. То есть, чтобы не было такого дополнительного, потому что очень резкий запах и может заболеть голова у ребенка. Так, значит, нам нужна емкость, где мы будем смешивать. Значит, здесь два подхода есть, работа с пеной. Первый подход – это монотипия на пене. И второй подход – изготовление тоже таких объемных рисунков. Так, значит, сейчас я попробую вам... Так, нет, сейчас мы с вами возьмем емкость. Значит, кстати, нужно, наверное, несколько емкостей взять. Почему? Потому что нам нужно будет несколько цветов. Вот, пожалуйста, приготовьте несколько емкостей. Это могут быть одноразовые тарелочки, это могут быть какие-то пиалочки, ну, вот такие небольшие. Значит, мы будем делать с вами зеленый цвет, красный цвет, так, и зеленый цвет, красный. Ну, давайте попробуем белый цвет. Белый цвет, нет, белый цвет мы не будем делать, у нас пена белая, да? Ну, наверное, все пока. Вот красный и зеленый, чтобы поменьше было емкости, красный и зеленый цвет. Итак, значит, что мы делаем? Так, ну я вот, наверное, вот здесь на крышечках буду делать. Значит, что мы делаем? Значит, мы берем пену. Вот у меня 2 крышечки. Вы можете немножко поглубже сделать. Хорошенечко взбалтываем. Так. Так, пену немножечко, смотрите, достаем пену. Так, теперь берем клей ПВА. Клей ПВА. Так, добавляем клей ПВА. Сюда и сюда. Ну вот смотрите, я вот так вот сверху капаю. Так, и надо размешать. Так, размешивать тоже можно кисточками, можно палочками, у кого что есть. Так, у меня вот 2 кисточки я возьму, 2 палочки. Можно зубочистками размешивать. Так, смотрите, и добавляю красочку. Значит, какую краску можно добавить? Конечно, лучше всего, если это будет пищевой краситель гелевый, да. Но если нет такого, можно использовать гуашь. Только единственное, что... Или акриловую краску. Единственное, что не берите много воды, чтобы у вас много воды не было, потому что пена от воды может испортиться. У меня есть красители. Красители, причем хорошие красители, гелевые красители. Поэтому я буду работать гелевыми красителями. Достаю красную краску. Сейчас, одну секундочку. Так, вот у меня есть вот такой цвет бирюзовый цвет. Ну, пусть будет бирюзовый цвет. И вот такой вот есть розовый. Ну, пусть розовый будет. Вот в одну красочку я капаю розовый гелевый краситель. Вы можете использовать гуашь. И размешиваем. Вот смотрите, здесь тоже происходит такой момент, очень хороший момент экспериментирования, получения красок. Да? Единственное, что, конечно, с маленькими детьми, наверное, делать не надо, потому что им захочется скушать. Да? Вот, потому что краска такая получается красивая, и внешний вид, как будто бы это какой-то крем, ну что-то съедобное. Вот, поэтому, наверное, с детьми постарше, и детям постарше это будет интереснее. Вот смотрите, видите, что получается, да? Значит, получается вот такой вот цвет. Так, я пока ставлю. Теперь беру зеленый. Ну, у меня вот я взяла бирюзовый цвет. Значит, сразу говорю, что можно рисовать. Ну, тоже что-то такое не очень сложное. Рисунки какие-то должны быть такие, вот такие тоже упрощенные, стилизованные. Вот в данном случае мы попробуем с вами нарисовать арбуз. Так, размешиваю. Вот смотрите, подмешиваю. Вот, даже размешивать уже интересно. Размешиваем клей ПВА с пеной и вот с таким красителем. Вот что получается. Смотрите, вот такое бирюзовое чудо получается. Вот, смотрите, какое, видите.
Ну, вот такого цвета арбузик. Так, не знаю, искажает цвет или не искажает, потому что очень часто компьютеры искажают цвет. Вот такой бирюзовый, ну, зеленоватый. Так, теперь, значит, нужна плотная бумага, понятно, да? Так, значит, у меня в данном случае, у меня акварельная бумага. Вот, альбомный лист не подойдет, потому что, ну, обычный альбом, ну, потому что много очень жидкости, влажная работа, и он у вас, ну, испортится просто. Вот смотрите, значит, чем можно рисовать? Ну, можно, конечно, выкладывать какими-то палочками, да, можно выкладывать кисточками, можно выкладывать ложкой, да. В данном случае я возьму чайную ложку, буду чайной ложкой рисовать. Или можно использовать одноразовую ложку, если у вас такая есть, чтобы потом сразу можно было или выкинуть, ну, не использовать в пищу, да. Вот, значит, вначале, значит, я рисую арбузную корочку. Арбузная корочка, такая вот улыбочка арбузная. Так, значит, беру ложечку. Так, сразу нужно 2 ложки, чтобы потом не мыть. Так, ну вот смотрите, и выкладываю ложкой. И я буду рисовать так, чтобы вам было видно. Вот такая вот выкладываю арбузную. Ну, смотрите, конечно, кисточкой это все нарисуют, да? А вот ты попробуй ложкой нарисовать, да? Поэтому вот как бы детям постарше, это будет уже, вроде бы тема-то арбуз, она легкая тема, да? А попробуй ложкой нарисовать. Ложкой не все нарисуют, поэтому такое вот усложнение для детей постарше. Так, ну вот смотрите, вот такая вот арбузная. Конечно, там между зеленой корочкой есть бы еще белый цвет, да, но мы с вами сознательно его не сделали. На будущее можете сделать, просто добавить белую краску. Да, в эту белую краску добавить в пену и склеим ПВА. Сделать белый цвет. Мы немножечко упрощаем, чтобы вы поняли главную суть. Вот, ну вот выложила, можно побольше сделать корочку. Вот, побольше, вот так. Так, и дальше добавляю вот саму мякоть арбуза, да, выкладываем. Вот таким образом. Так, размазываем, чтобы у нас получилось. Так, размазываем, делаем арбузную мякоть. Так, вот таким образом. Тоже, опять же, дети могут несколько цветов сделать разные, да, и потом друг с другом меняться, чтобы вам не делать много цветов. Так, это вот вариант рисования пеной, когда, значит, еще есть вариант рисования монотипии на пене, да, но мы его не будем использовать, я его показывать не буду, потому что там, ну, в общем, могу просто объяснить, как это делается. Тоже очень интересное рисование, просто когда рисуем на пене, делаем монотипию на пене, там используется тушь. Но в данном случае у меня туши нет. Вот смотрите, получилась вот такая вот арбузная корочка. Арбузная не корочка, а арбузная долечка. И теперь нам нужно сделать черные семечки. Да? Значит, для этого можно взять красочку черную, ну, такую достаточно жидкую краску. Так, и с помощью ватной палочки или кисточки, у кого что есть, добавить семечки сверху. Нарисовать семечки. Вот таким образом. Ну вот. Получилось у меня вот такой арбузик. Значит, чем интересна эта техника? Ну, во-первых, конечно, будет сохнуть долго. Будет сохнуть примерно, ну, наверное, сутки, даже до 2 суток будет сохнуть такая работа. Но когда она высохнет, она будет такая вот, поверхность будет такая, похожая на бархат. И очень приятная при поглаживании. Такая она будет, как вот с такой пленочкой интересной. Фактура очень приятная. И фактура такая вот, что нравится ручкам. То есть вот можно погладить.
Так, Александра Семяшкина, рада вас приветствовать. Молодцы. Сейчас проверяем, кто у нас не спит. Так, у нас не спит Анна Голубева. Принимаем. Молодцы, коллеги. Так, у нас Ирина не спит. Хорошо. Так. И еще 2 человека кто-то. Сейчас посмотрим, кто. Так, Светлана Ильинична у нас тоже не спит. Хорошо, Светлана Ильинична. Принимаем вас в нашу компанию. Так, нас становится меньше, да? Так, 1, 2, 3. Нас пока 3 человека. Вот, нас мало становится. Потихонечку у нас люди или засыпают, или уходят, да? Так, ну что, вот такая вот замечательная картина. Ну, можно ее отложить в сторону, да? Пусть она подсыхает. Мы с вами двигаемся дальше. И следующая у нас техника. Я ее называю солевая клеевая техника. Тоже рисование интересное. Вот для этого нам нужна будет плотная бумага. Уважаемые коллеги, готовьте плотную бумагу. Так, это, конечно, акварельная бумага. Так. Вот, можно... Так, ага, вот Светлана у нас. Ага. Так, уважаемые коллеги, готовьте бумагу. Так, ну вот смотрите, значит, у нас плотная бумага. Может быть использоваться плотный картон. Картон плотный, можно даже цветной картон. Так, кто-то нам хочет что-то сказать, да? Александра? Так, коллеги, вы, наверное, у меня уже устали, да? Но немножечко потерпите, поскольку вчера у нас вот такой был обрыв неожиданный, да? Поэтому я сегодня хотела бы с вами позаниматься чуть-чуть подольше, если вы не против. Если вы что-то устали или вам надо куда-то отлучиться, вы можете смело это делать, потому что у меня идет запись, и материал потом я вам дам. Вот. Если доживете до самого конца, то я буду очень рада. Очень рада. Так, ну что, приготовились. Значит, смотрите, вот такой вот листочек. Так, нужен клей ПВА именно вот в таком флаконе, да, потому что мы будем рисовать именно кончиком вот этого флакончика и создавать рисунок. Значит, нам еще сразу приготовьте, нужен соль экстра, мелкая соль, для того, чтобы посыпать. Итак, значит, мы рисуем любой рисунок, такой простой, стилизованный рисунок, не очень сложный. Можно использовать какие-то варианты из раскрасок, да, детских, таких вот для маленьких детей, простые раскраски. Так, ну вот самое простое, давайте сейчас я нарисую, смотрите. Носик флакончика клея мы держим как карандаш, да, и я рисую, например, вот такая вот рыбка. Вот овальчик. Так, вот глазок. Так, значит, губки нарисую. Так, сверху, снизу плавничок. Позади красивый хвост. Так, про чешуйки не забудем, мы их тоже нарисуем. Сейчас все покажу. Так, значит, здесь показываю вот так. Да, видно, не видно. И теперь посмотрите, пожалуйста. Пока что не переворачивайте, потому что может у вас клей убежать, да. Значит, мы берем соль и сверху посыпаем солью. Прямо вот, прям соль должна быть мелкая, прям посыпаем так густо, 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 густо. Так, значит, ну какое-то время соль у вас побудет на листочке, да, а затем мы эту всю соль тоже высыпаем на наш подносик, да. Вот таким образом высыпали.
Немножечко постучали, аккуратно только. Значит, получается, смотрите, видно какой рисуночек, да? Вот такой вот рисуночек получается. Пока что белый рисунок. Теперь мы с вами готовим акварельные краски. Краски акварельные, водичка и кисточка. Так, ну вот у меня вот такие акварельные красочки. Открывайте акварельные краски. Так, берем кисточку. Кисточка должна быть тонкая, ну не очень толстая, ну не, конечно, не совсем там, совсем прям аж тонкая-тонкая. Ну такая. Можно использовать двоечку, да, кисточку. Так, водичку готовим. Так, значит, сначала как работаем акварелью, вспоминаем. Значит, прежде чем что-то рисовать акварелью, определяемся, какие цвета у нас будут использованы в акварели, да, вот, какие цвета будем использовать, определяемся. Это может быть, ну, какие-то яркие цвета. И в те цвета, которые нам нужны, мы капаем водичку. Ну, вот я красные оттеночки буду использовать. Можно зеленые, можно синие. Ну, в общем, какие нравятся, такие цвета и капайте. Вот я капаю в красочку. Тем самым краска называется акварель, означает воды не пожалей. Чтобы краской рисовать, надо краску оживлять. Оживляем красочку. Вот смотрите, теперь, значит, у нас вот такая рыбка, да. Так, значит, у рыбки у нас, например, я беру красную красочку. Так, ну здесь надо, смотрите, немножечко размешали кисточку, да, красочку. Тоже смотрите, чтобы у вас было количество, пропорция воды и краски была одинаковая, чтобы сильно тоже много воды не надо. Набрали красочку на кисточку, и теперь посмотрите, наша кисточка будет работать как волшебная палочка. Не надо вот прям вот так вот красить, да, а надо просто как волшебной палочкой аккуратненько поднести и посмотреть, что происходит. Смотрите, у вас происходит, у вас красочка, смотрите, красочка растекается по соли. Вот попробуйте, видите, у меня уже я начала рисовать, растекается красочка по соли. А ваша кисточка как маленькая волшебная палочка, которой вы управляете. Вот таким вот образом. Можно использовать разные оттеночки, да, вот, например, где-то у вас ротик поярче, где-то потемнее, да, смотрите. Вот у меня получилось вот так, видите, вот такой вот. Теперь, что касается глаза, да, значит, у меня глаз будет голубенький. Вот смотрите, набрали водичку, так, и посмотрели. Вот так вот глазик тихонечко, аккуратненько мы раскрашиваем глаз. Вот таким образом, видите? Так, попробуйте. А серединочку глаза мы сделаем зрачок. То есть мы найдем черный цвет и сделайте серединочку черный зрачок. Вот такой вот у меня черный зрачок. Вот так. Вот. Теперь таким же образом мы раскрашиваем всю рыбку. Она может быть разноцветная, она может быть и оранжевая, она может где-то переливаться, и желтенькая может быть, да? Значит, смотрите, добавляем, и у вас как по волшебной палочке у вас красочка растекается. Ну вот детям доставляет удовольствие, во-первых, вот процесс раскрашивания, да, потому что он, видите, он как волшебство. Вот можно разные цвета. Вот, пожалуйста, уважаемые коллеги, раскрашиваем, как вам нравится, используем разные оттеночки, разные цвета. Пусть ваша рыбка живет. Так, пожалуйста, сделайте. Так, можете потом похвастаться, что у вас получилось. Вот, Светлане Ильиничне можете прислать отзывы, да, что у вас получилось, что понравилось, что не понравилось. Вот, Светлана Ильинична и я будем очень рады, если вы какая-то будет обратная связь от вас. Вот, можете похвастаться своими замечательными работами.
Ну вот я раскрашиваю чешуйки. Тоже вот какие цвета вы сделали, разные цвета. Вот этими цветами, пожалуйста, вот сейчас фиолетовая красочка. Разные-разные, пусть рыбка будет разноцветная. Посмотрите, как оживает моя рыбка. Видите? Потихонечку она приобретает уже свои цвета и становится более интересной. Так, ну надеюсь, что у вас все получается. Так, как у вас, Светлана, получается или нет? Скажите нам что-нибудь. Получается, Светлана? Ну вот, смотрите, моя рыбка готова. Так, она у меня получилась вот такая. Так, все получается очень интересно. Так, ну хорошо, Светлана, замечательно. Вот смотрите, вот получилась у меня вот такая вот рыбка, да. Вот такой вот у нее необыкновенный вид. Но здесь главное, вот смотрите, главное, что во время процесса детям будет очень интересно, потому что вот эта волшебная палочка, и краска как волшебная палочка, и передача цвета по соли, да, вот тоже она будет интересна им. Так, значит, уважаемые коллеги, так, немножечко давайте мы сделаем, буквально на 2 минутки сделаем технический перерыв. Да, значит, каким образом? Можно вылить воду. Так, я отключаться не буду. Вот, ну, вам можно будет куда-то выйти, да, если вдруг, потому что примерно еще мы будем работать где-то минут 40, даже, так, нет, ну да, 40 минут будем работать, даже больше. Поэтому сейчас можно сделать такой вот, выйти там, если надо, да, вот, можно что-то вылить, помыть. Я вот сейчас, по крайней мере, помою, освобожу рабочее место. Вот, можно приготовить. Значит, нам сейчас понадобится поднос любого цвета, темный, светлый, и разные сыпучие материалы. Вот, это могут быть, это нужны будут и светлые, и темные материалы. Например, светлые материалы это рис, манка, соль, да, из светлых материалов, из темных, пшено еще, пшено, желтенький. Какие есть, это не означает, что нужно прям все приготовить. Если у вас будет один хотя бы цвет белый, да, и один цвет какой-то темный, да, один материал сыпучий светлого цвета и один материал сыпучий темного. Но вот из темного у меня есть чай и есть кофе молотый. Вот. Если что-то будет такое, это уже хорошо. Если есть цветной песок, подключайте цветной песок. Вот. Значит, ну не 5 минут, минутки 2-3 делаем перерыв, чтобы я тут помыла, убрала. Хорошо? Я не отключаюсь. Пожалуйста, тоже можно выйти. Хорошо? 2 минутки. 2-3 минутки. Отключаться не буду. Помою посуду. Помою кисточки нас полосу. Вы тоже, пожалуйста, помойте там все, приготовьте.
Так. Так, ну что, уважаемые коллеги, я предлагаю снова погрузиться в творчество, да, и сегодня мы будем создавать с вами, работать с сыпучими материалами. Это очень похоже на песочную анимацию, только без использования светового стола. Так, значит, что нам для этого необходимо? Ну, для этого необходим, во-первых, любой поднос любого цвета. Значит, это может быть темный, вот как у меня, может быть светлый поднос. У меня тоже есть желтенький поднос, да. Сейчас не буду его показывать, далековато, да. Так можно, конечно, было показать. Ну, или давайте попробуем светлый поднос. Так, давайте попробуем светленький. Так, ну... Так. Скажите, пожалуйста, ну, какие подносы приготовили? Значит, если... Давайте, знаете, как договоримся? Я не буду сейчас белый поднос доставать. Давайте мы сделаем следующим образом. Значит, если у кого-то светлый поднос, то тогда будете рисовать на светлом подносе. Если у кого-то поднос темный, как у меня, можно положить 2 светлых листочка. Вот таких 2 белых листочка. И тогда у вас поднос уже будет светлый, да? И мы будем рисовать темным. Вот смотрите, вот таким образом. Вот так, да, получилось. Так, значит, что мы делаем дальше? Дальше мы берем темные материалы. Какие у вас есть темные материалы? То есть темные сыпучие материалы. Значит, что у меня есть? Во-первых, у меня есть, значит, смотрите, чай. У меня есть кофе. Такой молотый. У меня есть вот такая вот смесь, тоже с прошлых занятий осталась. Это такая темная смесь. Тут и пшенка, и кофе, и что там только нет. У меня есть вот такие вот семена льна, да. Так, что-то еще темное есть. Ну, то есть вот что у вас есть, вы это смело все можете. Вот еще чай. Вот еще чай у меня. Вот тут мы сейчас их совместим. Вот, видите, вот такой чай. Итак, ну давайте попробуем нарисовать. Так, какую тему? Какую тему будем рисовать? Давайте что-нибудь космическое попробуем нарисовать. Итак, у нас есть вот наша поверхность, да? Вот, и для того, чтобы нарисовать космос, что нужно? Нужно, чтобы у нас был он темный, да? Значит, для этого, смотрите, посыпаем любым темным материалом, что у вас есть. Ну вот я вот посыпаю вот таким вот, такой чай, смотрите. Можно посыпать кофе, взять кофе. Ну, что не жалко. Можно еще даже такой вот уже какие-то испорченные, такие вот, ну, которые уже не употребляете в пищу, да. Например, что-то просроченное, но здесь для рисования подойдет. Ну, вот смотрите. Вот такая вот космическая тема. Вот получилось, вот поверхность вот так вот мы закрасили, да. Можно, конечно, еще усилить, добавить еще, смотрите, добавить еще, например, кофейного что-то, да, вот такого вот.
Вот, обязательно, что важно? Важно где-то, например, сделать где-то потемнее, да, вот потемнее, например, участок. Важно, когда мы используем эту технику, использовать какой-то или гаджет, да, или фотоаппарат, для того, чтобы вы могли каждый свой шаг фотографировать. Вот, например, вы сейчас вот сделали вот такое, да, вот такое небо. Обязательно сфотографируйте. Так, ну вот смотрите, я вот насыпала чай, кофе, да, потом, значит, мне захотелось еще, пусть будут семена, вот, например, темные семена, вот такие я еще добавила. Это семена льна, они такие темненькие, темные семена. Ну, вот так вот добавила. Вот тут у меня, видите, есть такой вот микс, да, микс. Микс я тоже посыпала. Тут у меня и пшенка, потому что космос, он такой загадочный космос, да. Вот, такой он никому, ну, до конца неизведанный, да. Космос всегда привлекает. Вот как раз вот тема в самоизоляцию мы попали в день космонавтики, сидели дома, да, и нам очень хотелось, конечно же, побывать в космосе. Вот такую тему тоже мы использовали. Вот что получилось. Так, сейчас для тех, кто у меня смотрит, вот так покажу, смотрите. Вот таким образом. Вот это нужно сфотографировать. Взяли и сейчас это сфотографируйте. Вот так вот, раз, сфоткали. Так, теперь смотрите. Потихонечку будем зажигать звезды. Как мы будем зажигать звезды? Значит, смотрите, берите две ручки, двумя ручками. И вначале мы просто, смотрите, коготочками. Мы вот так вот, смотрите, как будто бы немножечко отодвигаем. У нас появляются вот такие белые участочки. Ну вот, смотрите, вот так, видите, вот так. Так, теперь мы нарисуем планеты. Да? Планеты сначала у нас будут светлые планеты. Большим пальчиком, смотрите, отодвигаем. Так, сейчас я поближе поставлю вот так. Пальчиком отодвигаем, рисуем планеты. Планеты разные. Рисуем правой рукой, попробуйте порисовать левой рукой. Так, маленькие планеты, большие планеты, разные. Вот, смотрите, видите? Обязательно сфотографируйте. Так, добавляем какие-то, например, вот, ну, планеты, которые, вот, например, с кольцами. Планету с кольцами, например, добавили, да? Нарисовали планету с кольцами. Нарисовали звезды. Мизинчиком рисуем звезды, как снежинки. Ну, вот как маленькие солнышки, да? Ну, вот так. Видите? И с другой стороны. Ну, вот нарисовали. Так, теперь давайте попробуем запустить ракету, да? Значит, ракета у нас состоит из корпуса. Большим пальчиком отодвигаем корпус. Так, нос в ракете рисуем нос треугольный, да, вот такой вот. Так, делаем ракета-носители. Вот так, да, получилась ракета. Теперь смотрите, чтобы ракета у нас были окошечки, мы добавляем любой материал, какой у вас есть, бугорочками. И отодвигаем, открываем, чтобы получились иллюминаторы. Вот таким образом. Так, ну, здорово. Можно нарисовать космонавта, да? Значит, смотрите. Ну, давайте мы еще немножечко усилим, да? Где у нас космонавт будет? Чуть-чуть посыпем чем-то темненьким. Вот я чаем посыпаю. Так, ну, давайте вот еще вот таким материалом чуть-чуть сыпучим. Добавляю еще. И где у меня? У меня космонавт вышел в открытый космос. Смотрите. Значит, для этого я рисую голова у космонавта, шлем, да, одеваем его, значит, у него комбинезон, вот такой комбинезон. Так, добавляем ему космические штаны, космические ботинки. Так, руки. Добавляем ему, ну, делаем ему, одеваем ему шлем побольше, потому что он мощный, да. Так, значит, в кулачки у него перчатки. Видите, перчатки с другой стороны. Можно вот так сделать.
Вот. Можно даже попробовать нарисовать пальчики, да. Смотрите, мизинчиком отодвигаем, рисуем пальчики. Вот такая вот перчатка. Видите, у него даже рука. Вторую ручку также. 5 пальчиков мизинчиком. Оп, 5 пальчиков. Вот смотрите. У-ху, привет! Так, уважаемые коллеги. Так, ну что, смотрите, дальше мы делаем, берем что-то такое темненькое. Вот у меня кофе, да. Серединочку высыпаю. Сейчас буду делать лицо космонавту и покажу, что у него действительно шлем. Вот так вот, смотрите, да. Теперь пальчик поставили, отодвинули, да. У него получилось лицо. Вот так. Значит, здесь у него, значит, можно чем-то высыпать, добавить шлем. Ой, не шлем, а пояс, да, шлем сделали, вот такой вот пояс, видите? И от этого пояса мы рисуем вот такой вот шланг и соединяем его с ракетой, ну, чтобы наш космонавт не улетел далеко. Ну, вот получилась вот такая вот картина космическая. Видно вам или не видно, могу потом поближе показать. Так, не забывайте фотографировать. Ракету сфотографировали, космонавта, да. Можно еще какие-то промежуточные кадры сделать, да. Чем больше будет у вас снимков, тем лучше для вас и для дальнейшей работы. То есть, чем больше фотографий, тем дальше можно собрать и получить замечательный мультик, да, такой интересный космический мультик, наложить музыку, и это будет у вас уже дополнительный дидактический материал для работы, и детям будет интересно посмотреть на продукт их творчества, потому что вот это все они домой никак не могут унести, да, они унесут только фотографии и хорошие эмоции. Так, ну что, замечательно. Теперь смотрите, ну, в завершении всего, вот в завершении вот этой вот картины, да, мы можем нарисовать космического друга, да. Значит, для этого, смотрите, что мы делаем. Мы берем кулачком, да, аккуратненько отодвигаем, смотрите, отодвинули, вот таким вот образом отодвинули, серединочку открыли, почистили. Вот получилось вот такое лицо. Сделали шею, поставили руки, нарисовали волосы. Так, у нас снова заканчивается время, поэтому, коллеги, будьте внимательны. Через минут 10 у нас будет отключение, снова потом зайдете. Значит, смотрите, вот получилось волосы. Так, здесь можно добавить ушки, да, добавить ушки. Вот с одной стороны, с другой стороны, вот так. Так, нарисовать. Значит, здесь можно нарисовать ротик. Так, ну сначала давайте носик, да, нос, потому что в середине нос рисуем в начале нос. Добавляем. Вот такой вот нос у нас получился. Так, значит, вот такой вот ротик. Смотрите, пусть он у нас улыбается. Пальчиком растянули улыбочку, высыпали бугорок и пальчиком растянули улыбочку. Ну, конечно, будут глаза, может быть, они будут немножечко безумные, да, потому что это все-таки космический товарищ у нас, да. Вот смотрите, открыли глазки ему, да, в серединочку нарисовали зрачок, добавили. Так, можно здесь брови нарисовать. Можно глазки потом, смотрите, можно немножко сфотографировали. Потом, смотрите, один глазик раз и закрыли. Он как будто бы нам глазиком подмигивает, да? Так, закрыли глаз, а теперь снова его открыли. Снова открыли глаз. И снова сфотографировали. Так, теперь получился один глаз больше, другой меньше. Ну, ничего страшного. Ну, сделали этих одинаковыми, а можно и так оставить. Потому что это все-таки космический друг, да. Вот он необычный, инопланетянин. Ну, получился у меня вот такой вот инопланетянин. Вот. Ну что, вот такая вот история космическая. Вот здесь можно все эти рисунки. Так, давайте я покажу вам, что получилось у меня вот так. Вот так получилось. Угу, поближе. Так, и вот смотрите, вот вы сфотографировали, у вас получилось там, ну, например, 10 фотографий, да, ну, конечно, мало фотографий, да, если бы каждый шаг фотографировали, насыпали немножко, сфотографировали, насыпали немножко, сфотографировали, у вас получилось бы, ну, несколько, много фотографий, и все эти фотографии можно заложить в программу. Так, ага, где-то потерялась у нас Александра.
Вот, значит, некоторые, вот все эти фотографии можно заложить в программу, сделать длительность фотографии самую минимальную. Если, например, бы хороший мультик был, то это было бы 0,1, 0, там, 0,2 секунды, буквально там раз, два, ну то есть, в общем, как секунда даже, да, раз, два, три, четыре, даже быстрее можно сделать. И получится такой вот космический мультик. Наложить музыку, вот, и у вас уже новый такой творческий продукт, да, который можно посмотреть, который останется на память. Ну, в общем, как-то так. Итак, мои дорогие, значит, сейчас, пожалуйста, значит, сейчас давайте все уберем, значит, да, приготовим. У нас следующий этап. Такая техника, ну, она не новая, конечно, вот, ну, может быть, не все знают, как готовить бумагу под эту технику. Ну, попробуем ее сделать сами. Хорошо? Это техника гратаж. Я думаю, что она не новая. Техника грязная. Вот. Но она такая удивительная. Тоже космическая техника. Техника космическая. Техника волшебства. Расколдовывания. Вот такая вот техника. Вот. Мы с вами подготовим листочки под гратаж. Вот. Рисовать гратаж мы не сможем. Можете потом сами нарисовать, попробовать, да? Но главное, что мы подготовим сам листик. Значит, сейчас, пожалуйста, давайте все уберем. Так, я сейчас тихонечко вот убираю. Жалко, детям всегда жалко расставаться со своими вот этими песочными сыпучими картинами, да? Но мы всегда успокаиваем их тем, что это все у нас не исчезло, а осталось и получился замечательный мультфильм. Итак, значит, ну что мы делаем дальше? Мы дальше берем, нам нужен лист такой плотной бумаги. Так, сейчас мы это уберем лишнее. Так, ну я вот возьму еще один подносик. Работа, еще раз повторяю, грязная. Вот поэтому я такой не очень чистый подносик беру, такой рабочий. Так, нам нужен листочек плотной бумаги. Это, конечно же, акварельная бумага лучше всего. Вот, нам нужны масляные восковые мелки или масляная пастель. У меня масляная пастель. Так, сейчас куда-то я ее положила. Так, ну вот такие вот у меня. Вот, кстати, вот эти вот мелочки, они очень хорошие по качеству. Вот самые лучшие мелочки. Вот масляная пастель. Очень мягкие, очень жирные, цвета сочные. Вот, аккуратненько вскрываем. Так, и наша задача в начале вот этот весь лист раскрасить рисунками, цветными линиями. Ну, здесь без разницы. Самое главное условие, чтобы весь лист ни одного белого. Ну, можно оставлять белые пятна, но желательно, чтобы было как можно больше цвета. Итак, значит, ребенок раскрашивает. Он использует свои цвета. Единственное, что мы ему даем установку. Постараться не использовать темных оттенков. Да? Темные цвета мы не используем, потому что они просто будут не видны. Вот. Это вот черный цвет не используем. Ну, такие темные. Такие как цвета, как желтый. Вот смотрите. Работаем желтым. Раскрашиваем, как вам хочется. Можно так, можно так. То есть ребенок раскрашивает так, как ему нравится. Можно вперемешечку. Вот смотрите, можно вот так. Пожалуйста, весь рисунок раскрашиваем ярко, мелками восковыми. Так, и красный цвет. Ну, потом, значит, вот когда ребенок раскрашивает, он потом, когда на последнем этапе, он уже забудет, где у него какие цвета, и когда они потом будут открываться во время работы, для него будет тоже такой вот момент сюрпризности, момент такого чуда. Да. Чем больше цветов, тем интереснее будет работа. Тем она будет разнообразнее, ярче, вот, необычнее будет. Ну, синенький тоже поиспользуем немножко.
Так, ну сейчас покажу, что у меня получилось. Мы закрашиваем. Старайтесь раскрашивать. Можно мелочек, вот смотрите, если у вас мелочки вот такие вот без бумаги, то можно просто положить и вот плашмя. Работаем плашмя, раскрашиваем. Так, ну вот фиолетовый еще цвет сделаем. Так, розовенький. Так, ну вот, коллеги, у меня получилось вот так, вот таким образом. Ну, теперь смотрите, чтобы, конечно, можно было, некоторые так и оставляют, да, больше ничего не закрашивают, но лучше всего, конечно, сверху еще, чтобы у вас лучше была техника, вот именно получилась получше, да, надо сверху еще закрасить. Так, сейчас одну секундочку, потеряла. Так, потеряла. Взять свечу, да, вот смотрите, свечку или парафин, ну вот где вот у вас, вот у меня вот такая свечка, вот, и этой свечкой сверху еще раз сделать вот такой вот слой, закрасить, так. Угу. Вот, смотрите, вот таким образом, вот так вот закрашиваем. Прям свечой. Рисуем свечой. Делаем дополнительно парафиновый такой слой сверху. Промазываем хорошо все участки. Не оставляем такого ничего. Так, ну вот смотрите, что у меня получилось. Я закрыла сверху еще дополнительно слоем парафина. Вот это все могут дети сами делать, вот если дети постарше особенно. Можно так. Угу. Так, Александра, мы пока подождем, у нас еще не все подошли. Так, угу, так, потихонечку подключается. Так, проверяем, кто у нас подошел. Так, уважаемые коллеги, нам осталось примерно работать где-то с полчаса, может быть, чуть поменьше. Потом мы сделаем такие организационные моменты, пройдемся. Ну, где-то минут 20 еще будем работать. Мы сейчас вот будем заканчивать последнюю вот эту технику. Покажу, как сделать основу, да, и расскажу, что нас ждет завтра, какие материалы приготовить, и потихонечку будем заканчивать. Вот. Это последнее, наверное, у нас уже выключение было конференции. Вот, еще 40 минут у нас прошло, поэтому конференция нас выключает, выводит из нашей комнаты, да. Так, ну вот ждем. У нас пока только двое, Александра и Ирина. Так, и ждем остальных, это самый коллег. Так, пока не подошли. Так, ну давайте потихонечку, они пока, так, кто-то входит, кто-то не входит, наверное, забыли, может быть, уже вышли. Так, сейчас вернусь сюда. Так, значит, ну вот смотрите, сделали вот такой красивый слой цветной, сделали сверху слой парафина, да, воском покрасили, вот, и теперь сверху будем мы накладывать черного цвета краску. Значит, можно взять краску гуашевую, можно взять тушь
черную, да, ну, наверное, лучше, может быть, гуашь, и сделать такую раствор, пропорцию, смешать средство моющее с этой краской, с черной краской. Вот, я сейчас приготовлю, возьму контейнер, вот у меня контейнер освободился. Так, значит, в этот контейнер я немножечко вылью моющее средство. Вот так вот, у меня вот такое моющее средство. Можно жидкое мыло, можно использовать фейри. Ну вот, смотрите, я вот сюда вот. Так, вот, ну вот столько, небольшое количество, в зависимости от того, какая у вас поверхность, да, сколько вы будете обрабатывать. Так, затем я беру красочку. Ну вот, можно каким-то, можно стекой это сделать. Стекой. Краску, черную краску возьму. Так, здесь у меня есть черная краска. Можно темно-фиолетовую. Можно вообще, ну, любые темные цвета можно использовать. Вот. Ну, если космос, то, конечно, красиво смотрится черный цвет. Так, сейчас черную краску возьмем. Вот черная красочка. Добавляем. Так, и размешиваем. Размешиваем, чтобы у нас получилась такая однородная масса, да, вот такая красочка такая вот, одинаковая по консистенции. Размешиваем с вот этим моющим средством. Хорошенечко перемешали. Видите, какая у меня она получается, да? Вот такая. Перемешиваем. Так, ну вот я перемешала, у меня более-менее получилось. Так, значит, красочку можно убрать. Так, и достаем толстую кисть. Кисточка толстая. Так, сейчас мы достанем толстую кисточку. И толстой кисточкой мы аккуратненько закрашиваем всю поверхность. Прокрашиваем. Вот так мы готовим бумагу, которая потом будет использоваться в технике гратаж. А техника гратаж, это называется буквальный перевод, процарапывание. Царапать гратаж — это царапать. Так, ну вот получилась вот такая вот красочка у меня. Видите, вот такая красочка. Этой красочкой я аккуратненько закрашиваю всю поверхность. Вот таким образом. Вот, за счет вот этого моющего средства краска хорошо ложится на парафин. Вот таким образом. Закрашиваем все. Старайтесь, чтобы у вас не было никаких участков цветных, да, чтобы у вас все полностью закрылось. Так, закрашиваем.
Ну вот смотрите, что получается. Получается вот такой вот черный лист, да, абсолютно не видно, что мы там закрашивали, раскрашивали, да. Теперь необходимо, чтобы этот лист высох. Ну, сохнуть он будет достаточно долго, я могу сказать. Где-то несколько часов будет сохнуть такая красочка, вот такой листочек. Поэтому мы сейчас с вами сегодня, конечно, продолжить мы не сможем, да. Мы это оставим. Вот завтра, если у нас появится время, будет время, то мы с вами поработаем. Вот, теперь, значит, смотрите, у нас есть еще, сейчас посмотрим, давайте сначала решим технические вопросы. Если у нас получится все, ну, если останется еще время, мы рассмотрим еще какой-то вопрос. Но сейчас давайте мы поговорим о наших завтрашнем дне и решим какие-то организационные такие технические вопросы. У нас сейчас нас слышит Светлана Ильинична. Вот как раз Светлана. Сейчас, одну секундочку, уважаемые коллеги, я помою руки и присоединюсь к вам. Так, ну вот смотрите. Значит, первый вопрос нужно решить следующий. Во сколько мы завтра будем с вами собираться? Значит, у нас есть два варианта. Либо мы собираемся утром, либо мы собираемся немножко попозже вечером. Дело в том, что завтра свою работу начинает летняя школа, и поскольку я работаю в летней школе, ну, завтра буду показывать материал летней школы, в летней школе, поэтому с 12 до 3 как минимум меня не будет, да, вот, там даже, по-моему, 15:30. Ну, то есть, в общем, одним словом, завтра, если мы завтра подключим, сможем подключиться, то занятие у нас будет, занятие будет где-то в 16:30. Вот. Уважаемые коллеги, как вы смотрите на то, если мы завтра соберемся с вами в 16:30, можно даже в 5 часов, даже лучше будет, если в 5 часов. Вот. И занятие будет у нас, нам Светлана Ильинична скажет до скольки. До 7, наверное, будет вечера. Ну, она скажет точно по времени, до скольки. Вот. Или, Светлана Ильинична, напишите нам точно по времени, со скольки, например, если в 5 часов, так, с 16:30 до 18:30, да? Так, ага. Или с 5 до 7. Угу. Вот Светлана Ильинична написала такое время. Так, уважаемые коллеги, ну поскольку у нас осталось мало людей, сейчас нас слышит всего, сейчас посмотрим, сколько у нас человек сейчас в эфире. Так, 1, 2, 3 человека. То есть у нас сколько-то людей уже нету, да? Поэтому вопрос решать будут только 3 человека, наверное. Вот. Остальным напишем напишем по почте. Пожалуйста, можете включить свои микрофоны и высказать свое мнение по этому вопросу. Как вы смотрите на то, что мы выйдем завтра, занятие будет вечером, либо в 16:30, либо в 5 часов. Ну, как скажете, в принципе, я думаю, что в 16:30 я, наверное, успею приехать. Пожалуйста, включите микрофон и скажите, как вы смотрите, если мы перенесем занятие на 16:30. Сможете или нет? Ну, запись-то, конечно, будет в любом случае. Или напишите, или скажите, как у вас, если нет микрофона, если не подключены микрофоны. Если так, что включите микрофон. Так, сейчас, Светлана Ильинична, включим микрофон. Так. Так, ну, Светлана Ильинична нас слышит. Ну, наверное, не может сказать. Так, скажите, пожалуйста, так, подключите микрофон и скажите свой вариант. Согласны вы или нет? Или напишите. Так, Анна Голубева. Так, сейчас мы посмотрим. Так, напишите в чате. Так, Анна пишет. Хорошо, вполне, молодцы, отлично, коллеги. Так, с вами очень легко. Хорошо, с вами очень удобно договариваться. Здорово. Так, ну что, теперь, значит, смотрите, давайте посмотрим, какие материалы я вам завтра предлагаю, ну, какие техники рассмотреть. И что для этого необходимо. Значит, скотч цветной. Так, да, значит, 2 цветов. Значит, ну, можно любые цвета использовать. Если что, да, еще вот сюда вот скотч цветной и маркеры перманентные. Ну, хотя бы черный, да. Маркеры перманентные. Так, сейчас я напишу сюда еще, потому что кое-что забыла написать. Маркеры перманентные. Так, теперь, значит, смотрите, опилки. Значит, опилки я покупаю. Можно, если вот...
Если деревенский дом, то там всегда опилки есть, да. Если нет, можно приобрести в зоомагазине. Если уже совсем нет возможности, да, я вам предлагаю пока просто посмотреть. Потом, когда у вас все будет в наличии, вы сможете сделать. Колготки капроновые. Это имеется в виду чистые, старые, ненужные колготки капроновые, которые не жалко порезать. Я думаю, что этого добра у вас хватает дома. Так, теперь смотрите, нитки хлопчатобумажные. Имеется в виду обыкновенные. Какой размер? Не обязательно. Любой, какой вам нравится. Иголка, какая нравится. С большим ушком, чтобы удобно было. Банковские резинки, если есть. Если нет, тоже не страшно. Значит, мы выйдем из положения. Акриловые краски. Ну, обычно цвет черный, цвет белый, да. Так, еще я хотела попросить, забыла совсем сказать, что нужны семена. Семена, которые быстро отрастают. Это может быть газонная трава, овес. Где это взять? Это продается, во-первых, продается там, где продаются семена. Это недорого стоит, да, семена. Может быть, у вас какие-то семена есть. Вот сейчас идут посадочные работы огородные, да. Может быть, такие какие-то семена у вас будут. Можно использовать семена, купив, опять же, там же, где и опилки, в зоомагазине. Называется кошачья трава. Или так и называется овес, да. Вот это вот надо будет купить. Так, ну вот смотрите, я вас вот сегодня вот приготовьте вот этот лист, который мы еще с вами сделали, да, потому что мы будем работать. Приготовьте зубочистки, потому что все-таки вот этот гратаж посмотрим с вами, да, рассмотрим. Так, что еще приготовить? Приготовьте краски, акварельные краски, ну, все вот материалы, которые, кроме сыпучих уже не надо, и самоклейку не надо. А эти материалы, пусть они у вас будут поближе, особенно краски, кисти. Так, вас устраивает 16:30, да? Пораньше, да? Ага, давайте 16:30. Сейчас я посмотрю еще, тут пишут мне. Так, ну вот со Светланой Ильиничной решите. Передать, что может с 16:30 до 18:30. Так, хорошо. 16:30. Время устраивает. Все. Значит, ну, давайте, вот большинство, у нас тут большинство людей согласилось на 16:30, да? Все, значит, пожалуйста, подготовьте. Знаете почему? Вот, конечно, можно это все не готовить, но гораздо будет эффективнее, если вы попробуйте сами что-то сделать, да, попробуйте, и параллельно не только я буду делать, если вы что-то сделаете, ну, вам будет гораздо интереснее воспринимать. Вот. Так, значит, какие-то, если есть вопросы, я с радостью отвечу. Пожалуйста, отвечайте задавайте какие-то вопросы. Может быть, что-то еще рассмотреть. Я могу вам показать работу с сеном. Вот, но для этого нужно тоже будет сено, да. Вот, ну, сено где можно взять? Если сена нет, можно просто выйти, нарвать траву, ну, имеется в виду, чтобы чистенькая трава была, да, не грязная. Обычную траву, то есть зелененькую траву, тоже может как вариант. Вот, а если есть сено, можно, если хотите, я могу сено не показывать. Если нет возможности найти сено, я показывать не буду. Я могу показать в одностороннем порядке. То есть просто показать, как это делается, а потом вы, если будет возможность, вы сможете повторить. Можете написать мне, надо показывать сено или не надо показывать. Потому что как бы техника вот работы с сеном, она мне очень нравится, и я часто ее использую. И, в общем, есть возможность показать. Если нужно показать эту технику, пожалуйста, коллеги, напишите. Вот. Какие есть вопросы? Жду от вас вопросов. У нас есть несколько минут еще ответить на вопросы. Что-то понятно ли, все ли понятно, успеваете, не успеваете, может быть очень быстро, может быть что-то не так. Ну, в общем, если есть возможность, напишите. Если есть возможность, включите микрофон, так скажите. Так. Ну, сейчас давайте подожду вопросов. Так. Светлана Ильинична, вы поняли, да, что с 16:30 у нас завтра занятие будет? Так, значит, что я вам еще хотела передать? Так, вот...
Меня все устраивает. Спасибо, работу с сеном хотелось бы посмотреть. Все без проблем. Мы все это завтра сделаем. Я вам хотя бы просто покажу. Если у вас есть возможность найти сено. Так, согласна. Ага. Значит, смотрите, если есть возможность найти сено, пожалуйста, сено приготовьте и хлопчатобумажные нитки. Обычные нитки, вот которыми у нас мы шьем, машинные нитки. Единственное, что нитки должны быть простые. То есть не надо там идеал, бифлекс, вот этих не надо ниток. С полиэстером не надо ниток. Нитки должны быть простые. Вот. Какой размер ниток, какой у вас есть. Если есть 40-30, хорошо. Если есть сотка, можете сотку взять. Нужны будут ножницы. Нужно будет пучок сена. Ну вот, примерно вот столько. Ну, небольшой. Мы будем что-то делать такое маленькое. Вот. Если что, потом дополните. Каких-то, если деталей не найдете, потом сделаете. Дополните. Так, уважаемые коллеги. И что я вам еще хотела вам еще с чем поделиться. Да? Значит, я со Светланой Ильиничне на почту пришлю, во-первых, примерные темы по тестопластике, с фольгой работа. Я пришлю ей видео. Там, значит, у меня есть видеоролик «Рисование космоса». Снят был видеофильм «Рисование космоса». Да? Ну, там, в принципе, таких вот, как сказать, техники все известные. Значит, техники штампа использовалась техника набрызга, использовалась техника трафарета. Вот такие техники, прорисовка. Ну, в общем, космическая тема. Я пришлю видео по этой тематике. И пришлю космическую тему. Вот мы сегодня рисовали космос, да, с сыпучими материалами. Я вам покажу еще, такой примерный, тоже вот такая же тема, только немножко в другом исполнении. Тоже с сыпучими материалами. Тоже видео пришлю с онлайн занятия. И еще я вам пришлю одну технику. Но это мы сегодня тоже ее проходили. Это техника рисования на самоклейке. Тема Гарри Поттер. Замок Хогвартс. Вот эту тему я вам тоже пришлю. Это будут все видеоматериалы. То есть будет 2 документа и еще видеоматериал. Я пришлю все Светлане Ильиничне, а Светлана Ильинична пришлет вам. Так, ну что, уважаемые коллеги, я очень рада, надо прям всем поставить пятерки, кто у нас дожил до самого финала. Так, ага, там вот у нас еще пишут, да, сейчас посмотрим. Так, сейчас мы посмотрим. Так, сейчас мы, ой, не то. Так, сейчас одну секунду, коллеги, сейчас я посмотрю, что нам написали в чате. Так, чат. Так, значит, осталось, получается, 3 человека, да? Вот, мы сейчас будем уже заканчивать. Так, значит, все устраивает, согласна, с сеном проблема, а в остальном все хорошо. Так, ну вот смотрите, я ведь могу сено не показывать, да? Так, что-то у меня тут я выключила. Включить звук. Так, все. Мы с вами будем потихонечку заканчивать. Вот, я очень рада, кто был до самого, вообще рада встрече с вами. Кто до самого конца, молодцы. Вот, надеюсь, что сегодня у нас все прошло замечательно, отключений не было. Ага, все, включила уже звук. Да, все, у меня пропал звук. Все. Светлана Ильинична, это я просто не на ту кнопочку нажала, как всегда. Так, вернуться в конференцию. Сейчас мы включимся. Так, нет звука. Да, все. Уважаемые коллеги, наверное, есть звук, да, теперь? Звук появился. Вот, значит, ну что, наверное, будем сегодня с вами заканчивать. Вот, большое спасибо всем, кто был. Большое спасибо за терпение. Вот, всего вам доброго. Ну, в общем, Светлана Ильинична... Нет звука. Так, сейчас включим звук.
Мгм.